Никого нету еще, да? Все... Алексей Хилоха. Привет, Леха, привет. Ветрено, наверное, да? Сижу. 10 зрителей, никто не пишет. Я здесь, друзья. Здесь, на озере. Здесь, на озере сижу. Сейчас посмотрим какие-то. Так, hello, здесь нет. Что здесь нет? Так, поздороваюсь с вами. Так, что-то. Где я там? Вон я там. Привет, друзья. Просто очень еще близко тут у меня камера. Татьяна Смирнова, здравствуйте. Добрый день, Татьяна. Я на озере. Давай я, Ирина Чернышова. Привет, приветствую, Ирина. Я переключу на озеро. Что меня тут, вы уже еще видели у меня здесь. Вот такая красота, я на мостике. Покажи другую сторону озера. Ну как я, не надо разворачиваться постепенно там. Я на мостике просто стою. Добрый день, Надежда Аникина. Добрый день. Всем добрый день, кто заходит. Вот такой решил запуститься сегодня. У нас сегодня праздник. Ну и вообще православие, Иван Богослов. Праздник. И не пашем, не сеем. Ветрено. Наверное, очень плохо слышно меня, потому что микрофона еще нету. Вот так. В смысле, другие стороны озера. О, озеро. Какая красота. Ну да, я с вами согласен, Надежда, что это самое на озере. Так вот сейчас против солнца буду снимать, конечно, там немножко будет засвечивать, но озеро-то не маленькое, действительно. О. Я на мостике стою. Делал как-то мостик. Просто здесь вот самое как бы для меня, я вот это место, вот куда сейчас направлена камера, более-менее так не нравится, потому что как бы подкова чувствуется. Сам напротив солнца оделся, как дурак сегодня оделся. Потому что не умею одеваться. В плане того, что северный ветер дует, да? Северный ветер дует. И так. Сейчас нормально, наверное, видно озеро. Давайте. И сначала футболку одел, потом сверху рубашку одел. Потом на улицу вышел, одел, еще раз одел и этот самый, как его, ветровочку. Жилетку бы надо, да, жилетки нету, не оказалось жилетки. Вот так, друзья. Сидим. Немножко, ну, хотя бы там чуть-чуть постримли, а потом до речки надо доехать. Не знаю, получится или нет. Так, какую, Ирина спрашивает, какую рыбку ловишь? На данный момент, Ирина, вообще без этого. Сейчас. На данный момент вообще я без удочки сюда приехал. Просто сегодня посмотрю, сам мостик проверил. Ну, мостик после зимовки и после наводнения вроде как держит коляску. Вроде как досочки еще не сгнили нормально. Да, можно уже попробовать, если что, порыбачить. Просто у меня сейчас приманки нету, ни удочка не подготовленная. Можно приехать. Завтра тоже день Николая Чудотворца, на огороде тоже праздник. Ну, не будем работать. Можно, если день будет позволять, можно приехать, попробовать. Вот сейчас ветер стих, и такая гладь на озере появилась. Нет, так, Игорь Брянский спрашивает, Сергей, привет, на речке? Нет, на озере. О, такая гладь. Ветерок подует, и опять как бы идет рябь. А так
Так на озере, друзья. О, сейчас вот гладко, да, все. Ветер немножко стих. Птицы поют. Не знаю, слышно вам или нет. Но птицы поют. Вот. Так нужно повыше, наверное, поднять вам. Просто когда повыше поднимаю, потом вы меня не видите. Вот. Напротив солнца еще получается. Так. Новая кепка, Алексей пишет. Я не знаю, новая вроде. Надежда Аникина. Да у нас тоже вроде тепло, но ветер всегда дует очень холодный. Северо-восточный у нас сегодня ветер. Поэтому и холодный такой. Елена Рощенкова. Комары летают. Нет, самое благодатное время, Елена, сейчас самое благодатное время. Комаров нету и вообще шикарно. Комаров нету, самое то. Ездят люди тут на мотоблоках, на машинах. Слышно, наверное. Не знаю, как, друзья, вот звук, мне бы интересно, вот без микрофона, без ничего, звук как ветерок мешает или нет. Так, Игорь Брянский, рыба там есть. Рыба есть, но мелкая, мелочь. Плотвишка маленькая, окушки маленькие. И в этом году как такового большого половодья и не было. И получается, что крупная рыба зайти не смогла. Это однозначно. Ну а мелкая она есть. Посмотрим, что будет клевать. Сегодня не буду рыбачить. Сегодня пришел только для проверки мостика. Вот. Алексей, белые ночи начались. Белые ночи, да, белые ночи идут, но разгар их придется на июнь. Конечно, середина июня, это самый разгар, тепло будет, уже комары пойдут и все такое. И это будет белые ночи настоящие. Все хорошо слышно, ну и все понятно. А Обьячево сегодня комары первый день. Ну вот, как мошкара пойдет, тогда и клев пойдет. Надо, чтобы мошкара заиграла. Надо вот, например, где осока растет и что, чтобы там игралось. Знаете, когда тепло, мошкара играется, как бы они туда-сюда, вверх, вниз, их куча. Вот тогда уже пойдет это самое. Сейчас плотвишка на нересте, сейчас-то ее и ловить нельзя пока. Пускай отнерестится плотвишка, да и до нереста она на удочку не очень-то ловится. Вот после нереста она голодная, она покушает плотненько и опять где-то с полмесяца будет тоже штиль такой. Ну, обычно так происходит. Так, очень красиво, вам надо начать писать картины. Ой, из меня художника не получится, Елена, никакого художника. Болтать я могу, а вот художник из меня никакой. Так, девушка севера. Сергей, здравствуйте, хорошего дня вам на рыбалке. Нет, здравствуйте, Ирина, во-первых. А во-вторых, я не на рыбалке, я не на рыбалке сижу, просто около озера. Решил проверить мостик. У нас, ну, северо-восточный ветер еще, и при северо-восточном ветре рыба не клюет, так и еще и плотва еще не отнерестилась. Так. Мила Каппанин. Здравствуйте, Сергей. Очень у вас красивая природа. У нас тоже напоминает мою родину. Ну, если вы там где-то с Карелии, с Финляндии, конечно, у нас очень много схожего там. Озера, леса, реки и все такое, много что напоминает. И, ну и сама растительность. Слышно, нет, как птички поют, друзья? Или нет? Елена Рощенкова. Значит, делайте фото родного края и отправляйте на разные сайты, чтобы люди могли любоваться природой России. А это, кстати, и идея такая, нормальная, хорошая идея. Если фотки делать. Я вот видео занимаюсь. Сегодня
конечно, решил выходной взять себе. Сегодня видео не снимаю, просто вот вышел на стрим. Вышел на стрим. Где там я сейчас? Видите меня? Нет, друзья? Камера слишком близко находится, потому что крепление так устроено. Сейчас с неба смотрите вы. Во. Вот. Парфена, здравствуйте, доброго дня. У нас сегодня выборы президента. Греция вас смотрит. Здравствуйте, Парфена. Здравствуйте, добрый день. А вы-то на выборы ходили, нет? Конечно, главу государства надо выбирать ходить всегда. Здесь такой блик идет, здесь читаю на параллельном телефоне. Так и не ответили, птичек слушаете или нет, как поют. Птички поют. Нормально даже так поют. Привет, Греция. У меня там был друг Илья из Сифиди. Зрители уже между собой тоже здороваются. Ой. Днем, наверное, все в огороде купаются. Ну, сегодня так-то праздник Ивана Богослова, и у нас Маша дома осталась. Я сюда выехал. Думаю, что день это самое пропадать. Вот. Посижу. А потом не знаю, смогу или нет отсюда выехать вообще. Это все будет трястись сейчас, друзья. Сейчас. Надо. Это, наверное, будет трястись сильно, да? Надо мне развернуться. И хочу до речки съездить. Не знаю, смогу или нет выехать я до речки. Так. Просто осторожненько надо все это сделать. Поворот, там что такое. И съездить до речки. Так, развернулся. Где у меня тут мостик? Вот. Сейчас, вот. Если прямо, вот так, да, мостик. Так. Расскажите, пожалуйста, какие зверюшки водятся в лесах, как вам можете откуда и вам может оттуда выйти. Елена Арышенкова спрашивает. Конечно, слышим, Татьяна пишет. Это хорошо. Ну, что у нас тут водится-то? У нас водится обычное, что и это самое. Сейчас будем ехать и потихоньку болтать. Если изображение очень будет трястись, друзья, вы меня простите. Так, здесь мне надо чуть-чуть газануть. Опа-на. Если что у нас водятся? У нас обычно что водится? Зайцы, что там еще? Медведи, волки. Много что водится. Из леса, ну, я не знаю, в летний период волки сюда не придут. Это однозначно. Могут быть там вот медвежата, может от матери убежать, убегут и приедут.
ну, подойдут. Это самое опасное то, что может медвежата выйти и просто играючи. Вот это самое опасное. А больше тут опасностей нету никаких. Ну и это тоже еще очень большой, ну, процент такой маленький, просто на грани фантастики, что такое может случиться. Что выйдет, например, медведица с медвежонком, и медвежонок подъедет. Я просто, друзья, я еду потихоньку, не знаю, изображение как там трясется, нет сильно. Что там вы мне пишете? Сейчас остановлюсь. Сейчас, ой. Читать вот очень даже сложно. Так, что тут написано-то? Даже не вижу. Так. Олени у вас есть? На Югаком их нету. Игорь Брянских пишет. Олени у нас здесь, ну, они не живут, они мигрируют. И иногда попадают большие стада, когда мигрируют. И еще есть такой момент, что очень много убегают вот этих, которые не дикие олени, убегают с пастбища и тоже стаями мигрируют через нас. Вот. Это тоже такое бывает. Птички поют классно. Сейчас до речки, друзья, съездим от мостика. Ну, трясется это все, конечно. Я надеюсь, не сильно будете там недовольствоваться. Так. Буду не быстро ехать, чтобы это самое, чтобы не сильно тряслось это все дело. А тут вот поля такие огромные. Это все поля у совхоза. Я уже показывал не раз, это все луга, поля там. Это все, видите, лес там вдалеке. Надо в тенек, как бы все засвечивает, и сообщение читать очень тяжело. Здесь еще такие дорога с ямочками. Так, что тут? Конечно, слышим. Олени у вас есть, это Игорь Брянский. Там сообщений не было еще. Так. Опа-на. Вот это дорога, да? Вот это трясучка. Ветер тоже неравномерный. То дует, то перестанет потом слишком жарко. Перестанет дуть, жарко. Продует, прям прохладно. А потом не умеешь одеваться. Сейчас обычно, где я сижу, недалеко уже осталось метров, наверное, 200-300. Я обычно у речки сижу. Так. Надеюсь, стрим идет. Когда едешь читать комментарии, конечно, тяжело.
Куда-нибудь можно в тенечек установиться и к речке. Там на речке тоже очень красивенько так. Тоже птички поют. Так. Просто быстро не еду. Можно, в принципе, побыстрее ехать, но трясется, то будет трястись сильно. Так. Что тут у нас? Ага. Взял повербанк еще не взял. Ой, забыл я повербанк, друзья. Все. Да, думал, что я забыл. Точно повербанк забыл. Повербанк забыл. Заряд быстро кушает. Стрим. Сейчас уже вот недалеко уже здесь речка. Сейчас заедем туда. Туда установимся и поговорим еще, насколько батарейки хватит. Просто я что-то поспешил, я повербанк забыл, да. Так. Здесь бы главное не перевернуться мне. Одни ямы до колдобины. Ой, 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 ой. Вот и речка. Вот речка. Так, сейчас повернемся, чтобы речка была вам видать. И... Так. Повернемся. И вот так. Сейчас. Что тут у нас? Ой, плохо еще видно. Так. Так. Читать невозможно даже. Так. Могут у нас 12 или 15. Так, Брянский. У вас 12 или 15? 12. 12, Игорь. Так. Елена Рощенкова. Далеко уехали. Даже волнуюсь. Не, это недалеко, Елена. Так. Доброго дня, Сергей. Здорово, как вы, как едем. Еще дружно на прогулке. Жалко подобные. Так, Powerbank дал больше возможностей полюбоваться красотой. Да, я забыл про этот Powerbank. Доброго дня и хорошего настроения. Марина Грановская. Здравствуйте, Марина, добрый день. Так, Галина, спасибо за ролик. Галина. Так. Так, что тут у нас?
У нас тут речка Нившера. Такая речка течет. Я думал, тоже здесь более ветрено будет, а тут тоже жарище такое. Вот. Тут по берегу сейчас проедем немножко. Вот такая речка. Так. Коньяки. Можно чуть-чуть боком повернуть, чтобы вам было лучше видно. Вот. Тут речка такая протекает, вот тут берег крутой такой. Тоже по крутому берегу, самому берегу опасно ездить там. Весной еще обвалы случаются. И стараюсь близко не подъезжать, конечно. Здесь сумкой любим мы гулять. Очень даже много гуляем сумкой. Когда наступит время, когда птицы с гнезд сойдут, и более-менее такое будет, ну, огороды там взойдут эти мелкие культуры, ну, не боясь, чтобы собаки не... Будем пускать умку тоже гулять. И все будет хорошечно, вернее. Так, вот здесь станет, есть такой тенек у меня, и ветерок такой дует, даже приятный. Сейчас уже мне нужно немного ветерка. Вот. На край слишком не будем подходить. Здесь и читать неудобно. И думаю, вы речку тоже видите. Давайте. Надеюсь, речку видите все. Все. Так. Ирина Фещенко. Доброго дня, Сергей. Прогулка. Ура. Спасибо. Какая природа. Здравствуйте, Ирина. Добрый день вам тоже. Что-то людей, деток не видно. А здесь-то за селом тут не очень-то это самое. Это когда летом будут купаться, а детки около речки будут. Ой, тут ветрено уже. Наверное, задувает звук. Так. Видно ведь? Речка такая Нившера течет. Здесь просто тенек такой небольшой и очень удобно читать. Не засвечивает экран. Так. Сергей, будь аккуратней, волнуюсь, с Богом. Да, я уже ведь не первый год так. Нормально. Сергей Михайлович, Серега, рад тебя видеть и слышать. Приветствую, круглый тезка почти. Сергей Михайлов, ну, скажем, на 70% тезка. Приветствую, Сергей, приветствую. К речке выехал. Лымна вам горлен пукала. К речке выехал. Рыбачить пока не решаюсь. Вроде там видел, кто-то поехал вроде как на рыбалку. Я пока еще нет. Не очень стремлюсь. К этой рыбалке. Ну, на озере был, воды уже так достаточно, но надо, чтобы это самое плотвишка, чтобы отнерестилась. Просто она, если не будет, пока не отнерестится, короче, не поймаешь ее. Так. Вот такой стрим у нас сегодня с природы. Вот. Сейчас я на себя поверну камеру, чтобы вы видели тоже меня. Под кусточком сижу, друзья. Это тоже красота. Ну, так-то да, красота. Не спорю. Не спорю. Не спорю. Так. Близко находится штатив, он закреплен на коляске, и поэтому получается, что я очень близко нахожусь. Это еще напротив солнца получается. Сижу в тенечке.
Даже вот здесь, даже читать очень удобно здесь, оказывается. Когда в тени сидишь. А так ничего не видно. Когда это самое, ничего не видать. Бликует когда. Вот, вот так. А там что целый день дома сидеть? Там, если бы можно было, конечно, на огороде там поработать, еще что там. Из меня тоже один работник такой еще. Тот еще работничек. Но все равно, что-то если поделать, там все равно надо там совет дать, да еще что-то, да. И как бы ощущение такого, что я работаю тоже присутствует. И волнуешь сейчас за это. А праздник сегодня так ничего не делают. Дома сидеть лень. На улице очень клево вообще. Вот и выехал. Альбина Никопола. Сережа, набирайся позитива, витамина D и спасибо за смелость. Ну, витамин D нужен, да, зима у нас длинная. 3 месяца лета, из этих 3 месяцев, если повезет, будет лето, а если не повезет, 2 недели лета, и это иногда так заканчивается наше лето. Так, храни Господь всех вас, Елена Рощенкова. Рощупкина. Рощенкова, я все время говорю. Рощупкина. Так, храни Господь всех вас. Спасибо большое, Елена. Спасибо. Вот. Когда ехал, друзья, не сильно камера тряслась или сильно, потому что я не увидел, как работает стабилизация камеры. Даже и не увидел. Думаю, на глазу очень тяжело. Вот. Можно, в принципе, повернуться к вам, чтобы и речку видели, но потом я буду, ну, как бы, спиной к реке. И тоже это самое. В принципе, можно повернуть и камеру себе поставить. Так-то как-то делают люди, у меня не очень получается это. Как-то делают. Так. Если сделать, не знаю, получится, нет, на 2 камеры сразу. Ну, скоро еще не будем уже так трогать, так будем. Так посидим, поговорим. Вопросы задавайте, друзья. Вопросы. Время от времени буду переключать вас на речку, чтобы вы тоже речку смотрели. Ну, в принципе, вот так. То, что в речку посмотрели. Вдалеке там тоже лес такой. Ну вот если вот сейчас поднять квадрокоптер, да, и вот там на сотни верст тайга, там море тайги, там зелень прямо вот идет, зелень. Как-нибудь это все, конечно, засниму на квадрокоптере. Сегодня квадрокоптер не взял. Я говорю, сегодня от съемок отдыхаю, просто отдыхаю сегодня. Просто включил стрим и сижу около речки. Можно бы, конечно, сюда и шашлычок, и все такое, но сейчас нельзя. Сейчас еще сухо, наверное, слышали, как хрустит под колесами тут упавшая листва и все такое. Сейчас нельзя ничего такого делать. Вот. Ну а вскоре уже будет подниматься и лес. Надо бы на рыбалку тоже на Ильца сходить. Вода большая еще. Подольники можно уже закинуть. Это уже надо настоящим рыбакам, как говорится. Этим делом тоже заниматься. А я так, рыбак еще тот, лентяй. Ирина Вирошникова. Видеоланнед. Так, видеоланнед. Ирина Мирошникова, тут буквы одной «з» не хватает. Видеоланнед. Я от неожиданности даже забыла поприветствоваться, как обещала. Как же здорово на природе. Небо голубое отражается в реке, как в зеркале. А я испугалась дождя и не поехала на дачу. Ну да,
небо смотрятся, небо, как, в воду смотрятся облака сегодня, да. Но как такой глади еще нету, ну, ветерок такой дует. А когда тишина, так вообще очень красиво. Так, так, доброго дня, Ирина. А зря не поехали на дачу тогда, да. Так, Елена, давайте, Сергей, попробуйте делать фото природы родного края, отправляйте на сайте. Помоги вам Господь. Ну да, это хорошая идея, это отличная идея. Этим тоже надо попробовать, но надо делать качественные тоже, конечно, фотографии, чтобы красивенько было. Можно из квадрокоптера взять кадры, можно специально фотографировать кадры. Да. Такая благодать, когда птички поют. Сидишь и радуешься. Сидишь и радуешься. Вообще. Насколько заряда батареи хватит, я посижу. Но думаю, ненадолго хватит. Посижу, а потом уже поеду тоже, думаю. Так, не бог и горшки обжигали. Давайте, главное начать. Все правильно, да, Ирина Мишнюка. Видя Оланы. Последняя буква А. Вот это, вот хочу немножко сказать, Ирина. Д и З – это одна буква в коме алфавите, называется буква Дж. Дж. Д и З состоит из двух букв, а на самом деле одна буква коме алфавита Дж. И после этой буквы А, видя Оланнед. Это здравствуйте. А так все правильно, запомнили. Очень даже приятно, что маленький язык такой комы заинтересовал. Даже вот местные и то детей своих уже учат чисто, ну, забывают. Стараются чисто говорить. Это правильно, я понимаю их, потому что дети едут в большие города учиться, и у них там акцент серьезный. И потом они комплексуют и учат их с измальства разговаривать на русском языке. И, может быть, они и правы в какой-то степени, но я считаю, все равно родной язык не надо забывать никогда. Ну, я вот такого мнения. Но, может, многие не согласятся со мной. Вот. Так. Сейчас немножко еще развернусь. О. О. Тут тоже красиво. Но здесь начинается оползень. Я боюсь, я вот где-то отошел от обрыва метр. И то страшновато, потому что когда оползень случается, там трещина идет, она быстро, это оползень идет. Мне бы успеть, чтобы бежать, если что. Вот. Вот так. Немножко горизонт не тот, но все равно. Я думаю, видите. Вот сейчас в аккурат в речку смотрятся облака. Да. Тут что-то там не видно. Вообще. Пока тишина. Дай-ка я появлюсь в кадре.
Ришат, привет, Серега. Привет, Ришат, привет. Не удивляйся, что я ветровкой одел, как дурак, я эту ветровку. Там пожалел, жарко, снять не могу. Если взял просто бы, одеть тоже бы не смог. Поэтому я одел, накинул. Роман Щедельников, привет. Приветствую, Роман. Добрый день. Возле реки нахожусь сегодня. Возле реки. Около мостика постоял, посмотрел. Ну, проверил мостик, так сказать. Потому что мостик после зимы, после наводнения, ну, вроде как не было никаких трещин, никаких там, ну, звуков, что он сейчас наклонится или там рухнет или что-то. Вроде бы должно это лето без ремонта еще постоять, потому что такой крепенький. На ощупь оказался очень крепеньким еще. Вот. Вот. Да, здесь вот в детстве начинали, и вот по этому берегу шли где-то километров 2 поплавочной удочкой. Берег крутой, и надо спускаться, конечно. Сейчас на коляске здесь не... Где я рыбачу, отсюда где-то километров еще надо 1,5 вниз спуститься. Там начинается уже более пологий берег, и там можно рыбачить. Но это уже, скорее всего, чуть-чуть попозже, и надо, чтобы первый выезд тоже с товарищем надо, потому что без товарища там такое место гиблое, там можно застрять. А что поехать толку, если на рыбалку, если я застряну потом там и целый день буду стоять там, звонить кому-то, еще что-то. Сегодня такая просто разведка такая. Разведка для меня. Разведка боя, без боя даже разведка. Вот. Разведка без боя. Ну, речка такая потекает. Душой тоже надо отдыхать. Просто налюбоваться, и памяти это останется же. Буду сидеть зимними вечерами и вспоминать, как я стримил. Вот. Думаю, будет хорошо. Хорошечно. Сейчас еще раз на себя направлю. У нас еще, как таковых, деревья ничего не зацвело, черемуха еще не цветет. В следующей неделе вроде теплую же обещают. Будем сажать картошку уже на следующей неделе. Ну, завтра уже, считай, следующая неделя, но завтра праздник тоже, День Николая Чудотворца. И вот эти 2 дня будем отдыхать пока. А потом уже начнется горячая пора. До 4 июня, а 4 июня Троица, по-моему, если я не ошибаюсь, потом День Духа, День Духа, да, Духов день, да. И тоже там выходные получается, и опять жара пошла. Вот за эти дни, буквально вот за эти теплые дни, буквально там сколько, 2 или 3 дня было, листва прям вот не было ее, не было, и как бац, и быстро все, как будто на старте было. Север он такой есть. Нет, и как быстро еще, чтобы все успеть, что каждый старается, каждое существо, растение быстрее отцвести, дать плоды, еще что-то. Север он такой. Так. Я ничего, даже чай с собой не взял.
ни водички, ни чай не взял. Что-то я поwerbank забыл, я не знаю, куда я спешил. Надоело, наверное, дома сидеть, поэтому так выбрался. Вот. Угу. На 2 телефона. Роман Сидельников. Так, у нас цветет черемуха. У нас вот тоже хочет засвести, но уже вот эти соцветия образовались, но пока рано, ну, не цветет пока еще, рано. Чуть-чуть еще осталось. Она тоже потом буйным цветом такой расцветет. Ирина Чернышова, убежали до дома. Из дома убежал, наверное, скорее всего, да. Скорее всего, так и есть. Убежал я из дома. Быстренько, что взял сумочку. Взял, у меня постоянная сумочка, там дежурный чемоданчик. И забыл водичку взять с собой. Татьяна Топорова, здравствуйте, хорошие люди. Добрый день, Татьяна. Добрый день. Так. Роман Сидельников. Картошку посадили 11 мая, но мы будем сажать где-то, наверное, завтра точно не посадим. Первые там 2 огорода немножко, маленькие огороды спахали и немножко там во вторник начнем зачин такой. А большой участок еще даже не спахали. Будем пахать только уже после Вознесения. Это 25 Вознесения, 26 будем пахать. Так, Татьяна Топора, что-то не слышно птичек. Но птички поют. Это микрофон так, может, вам не передает. Птички поют. Просто здесь такой лесок не очень. Я нахожусь на крае обрыва. А вот за рекой птицы поют. Просто вам, наверное, не слышно. Очень даже поют. За рекой, правда, там основной лес. Сейчас вот покажу. Там основной лес. Сзади меня поле, и на поле вот, а вот там лес за рекой. И оттуда мне слышится очень такой мощный, ну, пенье. Но вам вот это не передается. Жаль, конечно, это все. Жаль, конечно, что не передается. Пилятова где-то орет. Это, наверное, слышно. Кто-то пилит. Кто-то пилит там, ой, не электропилой, а бензопилой. Вот. А так вы должны так, что-то не должны так-то слышать. Да, пилу слышно. Пилу слышно, да, вот, но она громко орет. Она громко орет. И птички поют так-то тоже. Если бы вот, например, под дерево, где вот сами птички поют, то, конечно, это бы слышно было. Но я вот нахожусь на другой стороне реки вообще, где вот этот лес, где там птички. Поэтому, наверное, вам не слышно. Но мне слышно. Мне действительно слышно. Ирина Чернышова, красота. Возле речки, да, возле речки очень красиво. Вообще шикарно все. Не, ехать-то не очень хочется, потому что при езде все трясется. Можно, в принципе, там съездить еще вдоль речки сейчас.
Поедем немножко сейчас. Просто я не вижу потом, как его чат не вижу. Ничего там. Сейчас съездим. Застряем нет куда-нибудь. Вдоль речки сейчас. Съездим. Вон там уже поле. Поэтому здесь птичек или там в лесу, или на том берегу. Так. А здесь вот такой прогулка. Я люблю тут прогуливаться в тенечке таком. Сейчас я немножко. Так. Так, Западная Сибирь. Что там? Западная Сибирь. Хорошо на природе. 15 лет не был нигде, ни на речке, ни на озере. Приветствую. Ну да, это очень как бы тяжело. Я новый телефон купил, жду, когда привезут. Решат. Ну вот у меня Samsung. Я не знаю, вот был ли ты, когда я ехал по дороге, сильная трясучка была или нет. Так, Татьяна Топора. В Кировской области уже ласточки летают. Ласточки у нас тоже летают. Ирина Чернышова. Клещей не боитесь? Алексей, клещи есть. Так, дай бог, чтобы они мне не попались. Они нет их, но изредка они попадаются. Случаи были у нас, что клещи кусали, и потом у них там и даже последствия были. Вот. Ну, как-то у кого страха нету, конечно. Но после того, как вот вы сейчас сказали, мне что-то и тоже не по себе стало. Горизонт наклонен, но ничего. С этого места тоже прекрасный вид. Речка открывается такие. А здесь уже играются эти бабочки. Как они называются? Однодневки такие эти бабочки. Скорее всего, наверное, скоро и уже все, рыбу можно на удочку уже ловить, разыграются эти бабочки. Тут тоже оползень идет. Боюсь даже подъехать, друзья. Даже и не буду подъезжать. Вот. Отойду немножко сейчас и это самое. Там оползень начался. Здесь даже такая ямочка образовалась. Это я уже моменты тоже посчитаю, где можно ездить, где можно на край обрыва подъехать, а где уже действительно нельзя. Так, что там решат, пишет. Так, стабилизация неплохая. 4 записывайте. Нет, 1080 на 30, по-моему, 4К записывает. 4К я не знаю, наверное, записывает, я просто такой, у меня интернет не потянет. Решат, не потянет интернет такую большую нагрузку. Снимаю это 1080 на 30 кадров. Вроде как. А может быть и 720. Не знаю. Так. Здесь пойдем. Так. Здесь нам надо выйти туда. На это самое. Вот как говорится, чтобы клещей-то мы и не собрались. Желательно, конечно. Так. Глазки закрываем, друзья. Сейчас веточки пойдут на вас. Опа-на. Вот здесь тоже такое пространство. Речка тоже это самое. И то же самое, здесь бабочки опять эти однодневки. Как они играют, как их называют, эти беленькие бабочки, которые их море потом. Ой, здесь тоже обрыв такой начинается. Страшно даже. Оползень такой идет. Вот вдоль речки я и прогуливаюсь так, друзья. Вдоль речки хорошо. Вот сюда грибы редко для соления выходят, но редко. Но редко. Сейчас остановимся куда-нибудь там.
тенечек, чтобы читать было удобно. Потому что бликует это все дело. Вот здесь тенечек такой. Здесь тенечек такой. Сейчас остановимся здесь. О, в тенечке. И речка видна, и тенечек такой. Здесь берег ушел тоже. Сильно ушел. На следующий год может это дерево и свалиться тоже уже. Что там пишет? Ой, здесь почитаю. Остановился опять тенечки, друзья, чтобы комментарии почитать. Так. Так, 4К записывает. Наверное, записывает вот этот Samsung Galaxy A53 у меня, да? Наверное, записывает, но стрим я на таком большом разрешении не смогу запустить. Так, удмурточка, вот это да, все гуляет, а я и не знаю. Здравствуйте всем. Галина Анатольевна, приветствую, добрый день. Да, гуляем, вот вышел там немножко, включился. Татьяна Топорова, отличная прогулка, дела ждут в огороде. Да, огород. Сегодня у нас выходной на огороде. Сегодня день Ивана Богослова, и мы огород решили оставить. Ирина Чернышова. Капустницы? Нет, капустницы это совсем другая бабочка. Там она, это, эти как веснянки или как они называются. Их много, их много. Вот они играются там. Но они день, по-моему, живут. Сутки, наверное, живут. А потом умирают. Веснянки, скорее всего. Удмурточка. У нас сегодня холодно и дождливо. Ну, это плохо. Игорь Брянский, это Нившая речка, да, это Нившая речка, точно так. Речка называется Нившира по названию села, а по коми название Нившер, Нившерью. Вот по-русски, что Нившира село, что речка Нившира, одноименное название, а по коми село Нившира называется Одыб, а речка по коме называется Нившер. Ю это речка, а Нившер это, ну, это предание такое, что есть такое слово в ком языке Нив. И вот было племя, такое воинственное племя Чудь. Вот они захватили это в плен, эту девушку, девушка это убежала. И когда бежала, за ней погоня, чуди, это племя чудей гналось за ней. И, короче, вот перед ней речка. Она и не хотела попасться обратно в плен. И говорит, лучше я утоплюсь. И вот она утонула при переходе этой речки. И после этой речки, после этого название речки вот так былина это или правда. Нив, вот так, Нившер. Есть еще другая, что есть у нас растение такое пихта, да? Ну, это везде есть пихта. И пихта переводится как нив. И вдоль речки много пихтовых деревьев, может быть из-за этого. Но, скорее всего, я первый вариант. Потому что племя Чудь действительно жила в старину. И раскопки подтверждают это. Было такое племя Чудь. И что так я первому варианту более склонен. Почему эта речка называется Нившер. Так. Привет, Сыктывкара, Паренскому. Здравствуйте, добрый день землякам. Так, речка ваша красотища. Ну, маленькая речка такая, да. Весной, правда, превращается в такую бурную речку. В 2019 году даже в середине лета было наводнение. Вот здесь, вот где я стою, здесь эта речка, вот эти, сейчас повернусь, специально повернусь, показать, насколько она выходит из берегов. Вот она здесь выходит, я здесь, где я стою, да, она выходит. И вот эти поля, что вот сзади меня, да, не знаю, видно нет, вот эти поля, вот впереди поля это, все затопляет, тут море целое, вот это все речка будет. И обычно это весной происходит, в эту весну нет.
Обычно это весной происходит. А вот тогда даже летом такое беда случилась. Люди уже картошку посадили и все такое, и бац тебе и на. И все. Видно речку или не видно речку? Так, что у нас тут показывает? Я и там, друзья, смотрю, и здесь смотри. Бьюти. Так, до моста далеко, где техника затонула. Но отсюда вверх по течению надо подниматься километра 3. Километра 3. Ну вот вы смотрели про это. В 19 году это, Игорь, было. Техника это все оставили на технику. Ну, технику оставили, многие там ругают эту технику. Ну, надо сказать, что никто этого не подумал, что даже и мы подумать не могли, что может такая беда случиться, что за одну ночь вода прибудет, скажем, на 2,5 метра сразу. Это никто не мог подумать такого. Поэтому и так произошло. И поэтому так произошло, как там говорит этот Comedy Club Гарик Харламов. Татьяна Топорова сейчас птичка поет. Не знаю, слышно или нет. Так, видел раньше, того никогда не было. Такого никогда не было. Да, не было такого никогда. Вообще никогда не было. Один раз, я помню, было летом, ну, на Синокосе, там тоже было наводнение, но речка с берегов не выходила. Была лишняя вода, но она была в рамках берега. А тут же было наводнение летом. Это вообще, вот моему отцу 90 лет, он не помнит этого. Не было такого, чтобы речка больше даже весеннего уровня выходила с реки, с берегов. Такого никогда не было. Вот. Никогда. Следующий, Ирина Чернышка, в следующий раз берите удочку, ловить будем. Ну да, мне надо вот подготовиться к этой удочке-то. Подготовиться надо. Надо удочку подготовить, там прикормку и все такое. Надо уже, да, действительно пора. Ну, я жду, когда на озере плотва отнерестится, а по речке будет подниматься елец. Пока, наверное, рано ельцу подниматься, но он будет скоро, чего, скоро. Надо посмотреть, елец отнерестился или нет. Если не отнерестился, тогда рано тоже еще ему. Если отнерестился, уже надо ждать его тоже. Пускай, конечно, рыбка отнерестится, даст потомство, а потом уже ее можно ловить. Вот так, друзья. Буду сидеть до разряда батарейки, а потом уже выключить. Но сейчас у меня пока еще заряд еще держится. Вот. Чат так. Как там название можно сменить этого чата? Мне не показывает эту трансляцию, что у меня есть трансляция какая-то. А почему так? Интересно. Даже и не вижу, что идет трансляция. Вот так. Вот так, друзья, так бывает. Что там вы мне пишете?
Так. Игорь пишет. Сейчас я здесь прочитаю, просто не вижу я. Так. Чат, наверное, опаздывает, потому что скорость-то не очень. Игорь Брянский, надо вам как-то с Олегом вместе порыбачить. Не получится, Игорь. Так, Ирина Чернышова. Вам удачи, здоровья и всего наилучшего. Спасибо большое, Ирина, за пожелание. Очень приятно. Очень приятно. Так, Ирина Мирошникова. Удмурточка, приветствую. Мы тут гуляем уже. Сергей, очень приятно. Вы знаете, много историй, блин, о своем крае. Маша по грибы ходит по сторону реки. Нет, вот за речкой. Вот она, помните, видео там снимала насчет белых боровиков собирала. Вот буквально отсюда метров 300 вверх по течению реки. И вот за речкой там вот этот бор, такой беломощный бор. Нету моста, я бы туда с удовольствием переехал. А был бы он на этой стороне, я бы там сейчас гулял. Там снег лежит. Как будто, ну, не снег лежит, этот белый ягель, как снег зимой. Представляете, какая красота. Маша туда ходит. Маша туда ходит по грибы. Вот. Блин, очень много. В Коми крае. Вот этот же рассказывал так про, что крыс нет у нас, да? Колдун такой, тюга был, да? Он вот это и проклял он крыс, чтобы обед у него съели, и он проклял этих крыс, чтобы сюда не приходили. А он говорит, он нырнет, этот колдун говорит, нырнет вот в Нившире, да, отсюда, да, и километров за 20, говорит, вынырывал. Вот такой колдун был. Вот это я не знаю, правда нет, но то, что крыс нету, это правда. Так. Сейчас немножко. Что-то я под солнце попал и читать как бы. Сейчас поедем обратно потихоньку здесь. Жужжат здесь. Шмель, пчелы жужжат. Не пчелы, а осы именно. Уеду я отсюда от этих пчел. Они рассердятся потом на меня. Так, здесь поедем обратно. Где-нибудь встанем в тенечке. Тенечке лучше. Так. Что-то зависло. Я не знаю. У меня вроде стрим идет. Может быть, скорость такая плохенькая. У меня вроде как стрим идет. Видите, чувствуете звук? Это все сухой мох. Ягель так шумит. Сейчас здесь шашлыки, да, что-то категорически нельзя здесь делать. Так, глаза закрываем, друзья. Ветки. Чтобы вас не поранили ветки. Давайте. Так. Здесь. Здесь это самое можно постоять. Потому что здесь не так. Видна речка. И тенечек такой классный. Так, зависло, друзья, да? Вроде у меня показывает стрим. Не знаю, как там у вас. Так. Да, за рекой ошибка в написании. Да? А как мне поменять его? Я не умею поменять.
По ту сторону реки, да, по ту сторону реки, да. За рекой. В этой стороне почему-то беломошников нету таких. Есть места, где выходят грибы вот эти подосиновики, подберезовики, выходят грибы еще для соления, там рыжики еще какие-то. А вот именно беломошники, боры все на той стороне. Все на той стороне. И мне туда никак... Можно, в принципе, там, если специальную экспедицию так зарядить и съездить. Но это тоже... Людей беспокоить мне как-то и не очень-то хочется. Если бы так раз... Можно, а мне хочется, чтобы взял, вот как сюда выехал, так же бы и по этому бору. Когда захотел, когда хорошая погода, взял, в любое время выехал, сбежал с дома, как сегодня, и пожалуйста. Вот. Правда, смотрятся в речку облака, да ведь? Как нарисованные, да. Там особенно. Там остров. Остров уже виден. Вот такая вдаль. Так вдаль облака идут. Мне почему-то это вот эта природа, комы, нравится больше все равно. Где я, например, вот многие пишут, почему в Сыктывкар там не приезжаете, да что да жить. А где я в Сыктывкаре такое найду? Не знаю. Чтобы именно в шаговой доступности был. Взял, оделся и поехал. И вышел без проблем. В Сыктывкаре такого я не найду места. На балкон? На балконе? На балконе это не то совсем. Вот так. Так, немножко на себя снова поверну. Поболтаю. Чтобы вы меня видели тоже. Ух, там камера не возьмет, конечно, но рядом со мной паук. Большой такой. Сети плетет. Работает тоже. Все молчат сегодня. Ну, днем все, наверное, заняты, в принципе, в большей степени. Конечно, кто на даче, кто там варит, парит, жарит, еще что-то. Особенно сейчас на участке много работают. У всех, наверное, дачи. Сегодня еще воскресенье. У всех, наверное, дачи. Так, Дмитрий Королев. Чолом, Серега, займича природа. Чолом, Дмитрий, чолом. Да, юдоровод лечи, покушта. Посижу здесь, около речки, и, так сказать, напитаюсь позитивом, такой природной энергетикой. Птички поют, солнышко. Правда, я в тенечек, потому что не сумел одеться нормально. Оделся, ветровку, одел зачем-то. Ну, когда ветерок дует, неприятно. Там немножко посижу, пока батарейка будет на стриме держать, а потом уже домой поеду. Там останавливался на мосту, посидел немножко, на мостике своем, а потом на обратном пути уже не буду останавливаться. Сразу буду ехать. Потому что когда едешь, тяжело там читать комментарии всякие, да что да, и трясется это вся ерунда вот эта установка для стрима. И лучше уже стоять и вот так стримить. В следующий раз надо камеру добавить, другую камеру, чтобы, не знаю, так получится, нет, чтобы и у меня было язык. Этот паук зверь, он ловит больше оводов. Ну да, он ловит, но от мух тоже не отказывается. Интересно, я могу добавить вторую камеру или нет сейчас? Видите, тут обрыв, и я не близко подхожу.
Так, редактор. Тут, наверное, сразу и не добавишь эту камеру, блин. Плюс. Добавить виджет. Так. Камера. Камера. Какая камера добавится, интересно. Интересно, какая камера тут добавилась. Моя или другая? Чтобы меня видели и речка была. Так. Ну-ка. Что я там? Ничего нету. Камера не появилась. А если так, тоже ничего не появилось. Короче говоря, не появилось. Там удалить. Сейчас. Настройки виджета. Так. Все. Угу. Нет, тут ничего. Так. Почему-то нет. Угу. Так, слои. Камера. Если так, то что будет? Тоже не видать ничего. Не, что-то я не то сделал. Что-то не то сделал. Так. Так. Действие наткнулся лицом на этого паука, испугался сильно. Я вот тоже пауков боюсь. Так, Алексей Завьялов. Всем доброго здоровья. Где удочки? Тишина, азарт и так далее. Удочки не взяли, Алексей? Добрый день. Будем это самое, в следующий раз. Сергей, у вас клещи есть? Хард. Клещи есть, но редкость, это редкость. Дай бог, чтобы не попались мне сегодня. Это очень редко явление у нас. Beauty Evil. Привет из Сыктывкара. Приветствую землякам. Большой привет. Не сезон рыбалки. Не, начнем рыбачить, начнем. Без рыбалки нельзя. Я хотел добавить, чтобы и камера меня показывала сразу, и вторую камеру хотел добавить, и что-то не получилось у меня уже. Не получилось. Наверное, где-то в настройках надо сразу поменять, чтобы до включения. А сейчас она что-то и не получается у меня. Пока плотва будет пускай отнерестится, а потом будем рыбачить. Если будут люди говорить, что вот рыбачить, ловится, пойдем на Ельца. Пойдем на плотву. А пока сейчас тишина. Я заезжал там на мостик, лишней воды еще есть. Но на озере вообще настроения нету рыбачить. Там одна мелочь. Я спрашивал у людей там, которые клетчатой удочкой ловят. Одна мелочь. Что кушки, говорит, мелочь. Что плотва мелочь. Что, говорит, щука мелочь тоже. Вот. В Пермском крае сезон клещей начался. Так у нас, если тепло, они, наверное, есть. Просто вот вы сейчас, когда вы не говорите про эти клещи, я вообще не думаю про эти клещей. Как только кто-то скажет, потом начинают что-то везде чесаться у меня начинается. Чесотка у меня начинается потом от этих разговоров. Так, на Юго.ком много клещей. В этом году штук 50 выбросил, 4 штука впились. Ой, блин, кошмар. У нас такое, ну я своих животных-то обработал, там и котов двоих обработал, и умку обработал. Айду нет, Айду не обработал у родителей.
Так-то мы вообще раньше не знали, что такое вообще клещи. Я вообще не знал, что такое клещи до того, как не попал в армию. У нас в армии случай был, сейчас я расскажу, на себя переключу. У нас в армии был случай клещи эти. Я в учебке в Елане был, Свердловская область, да? И там со Средней Азии парень был. И, короче, курилка курили, потом он там заснул, курилка отдыхали. Он заснул там, спит, и потом сержанты, ну, то духи еще мы были. Сержанты начали ругаться там, что типа, мол, там, филонишь, да что да. А человек лежит, блин, вообще неподвижный. Его сразу парализовало. Мы не знаем, что случилось. А я вообще первый раз, что такое клещ, я вообще до этого не знал. Мне, блин, 18 лет, и я клеща не знал еще в то время. Вот такая ситуация была. И потом каждый раз нам при построении давай тындычить про этого клеща, да клеща, да клеща, да клеща. Вот. А сейчас климат меняется, и вот и у нас тоже добирается есть. У меня кот этих клещей приносил. Как такого живого клеща я никогда не видел еще, да? А у меня кот был. И он всегда у меня на груди лежал. Я лежу на диване, он ложится прямо на грудь и мурлычет там. Один раз пришел, и что-то на лбу бородавка такая, ну коричневенькая бородавка. Я еще такой пальцем там пинг-пинг-пинг делаю. Я говорю, смотри, какая родинка вылезла у кота. А Маша потом смотрит и говорит, а Маша тоже не видела никогда еще клещей. И потом говорит, говорит, у этой родинки, говорит, в самом основании, говорит, ну, внизу, говорит, ножки, лапки растут какие-то и шевелятся. Я говорю, это же, наверное, клещ, точно клещ. Потом этот кот пропал. Он откуда-то притаскивал, вот единственный кот, который таскал в дом клещей. Придет там на теле штук 4-5. Повырываем опять. Потом вот пропал. Наверное, что так и какой-то попался клещ, который действительно что-то плохо подействовал на этого кота. Но вот он именно в одном месте, он, наверное, гулял в каком-то в этом одном месте. Вот там, наверное, вот этих клещей-то и много было. Так, Юрий Гармонист. Приветствую, Сергей. Привет. Привет, Юрий. Так, у меня от комаров чешется, все хватает звука комаров. Бывает тоже. Где-то это тоже маленький паучок. Ну, у него, наверное, нету этих паутинок-то. Татьяна Спирона, готовим еду на завтра, на работу обед. А, понятно, Татьяна. Приятной вам готовки. Готовьте с настроением, чтобы было все вкусненько. Так, Юрий, могу подсказать простое, но очень действенное средство от клещей. Надо? Ну, напишите, если что. Никому это тут много человек может. Вот Надежда пишет, что надо. Так, маленький он пока не напьется, а так напьется может до сантиметра. Ну, я вот видел у этого кота, он напился и где-то, наверное, размером был чуть поменьше горошинку. Вот, чуть поменьше горошинку. Так, ну, горошек, это вот именно горох, горошинка такая. Может быть, чуть поменьше его был. И потом уже стали ощупывать, там на теле нашли, еще такое. Вот единственный кот, который, ну, значит, где-то есть вот. Потому что он от дома-то, ну, максимум может, ну, давай определим его, это самое, километр. Максимум километр, скажем, да? Вот он уходил. И где-то вот в определенном месте он приносил этих клещей. Другие коты, наверное, по разным местам гуляют, и там другое совсем. Клещей нету. Beauty Эвели. Так. Сергей Иванович, вам что-нибудь известно о лесном поселке Шудаг? В 70-м году его закрыли. Может, что-нибудь из местных ходит туда на охоту? Шудаг-Яг, есть такой Шудаг-Яг, по-моему. Ну, Шудаг, наверное, и Шудаг-Яг есть. Лесной поселок. Ну, сейчас ну, вахтовики ездили, вроде спрашивали, где работаете, в Шудаг-Яге там работали, а больше ничего такого конкретного про это место не могу сказать. Вот. Ну, вроде как
работали там еще последние дни, последние моменты. Ну, пару лет назад это точно было, наверное, вахтовым способом. Вот эти харвастеры, бригада и вахтовым способом работали Шудогьяги. А дальше ходил на охоту, вот этого я вообще точно не знаю, потому что местные, это другой район, скорее всего, уже туда местные у нас другие районы не ездят. А вот коммерсанты, да, коммерсанты там, например, добываются, ну, выигрывают аукцион и может рубят лес. Но тоже вахтовым способом уже, как такого оседлого поселка, скорее всего, там уже нету. Но лес-то остался, если 70-х годов, потому что даже у нас, вот, которые лесопункты забросили, ну, лесопункты забросили эти участки леса из-за того, что были запретные зоны, там ручей, например, или ток, и все такое. Сейчас коммерсантам это все дозволено, они рубят и ток, и возле такие водоохранные зоны, сейчас ни по чем это все. Может быть и заново вот это. Потому что я как-то на слуху было, что вахтовики, куда ездите работать? Шудогьяг. Эти харвастеры, да что такое? Пока вокруг себя природу. Покажи. Сейчас покажи. Сейчас. Это обычный деревенский пепел, проще говоря, зола, клещи его боятся, очень не любят. Если натереть одежду на открытии участка тела золой, никогда один клещ не прицепится. Ну, золой, Юрий, это тоже как бы, как себе представишь, себя золой натерешь, ты же черный будешь весь. Сейчас я переключу камеру. Во. Жалко, говорят, что вот птичек, оказывается, не слышно. О. Отъехал от края метр, потому что там оползень идет. Видите? Надеюсь, видно все, друзья. Ветер такой подул. Вот когда ветер подует, прохладно. Северо-восточный ветер такой. И прохладно. Поэтому ветровку одел. А он перестает, и так душно становится мне. А простыть что-то и не хочется. Лето, и чтоб простыл, потом обратно дома сидеть вообще не хочется. Лучше уже буду одеваться. Потому что еще такая сырость от воды, еще прохлада такая идет. О. Уже возле речки. Ну да, Алексей, ты, наверное, выключился, а я потом поехал к речке. А на том берегу Маша грибы собирала. Да, на том берегу, но выше по течению метров 300 надо подняться, там бор беломошник, да. Глушит телефон, пение птиц. А может быть и так, да. Шум, может быть и так. Шумоподавление может работает, и он действительно продавливает. И горизонт не могу никак направить, потому что так устроен, блин, штатив. Как-то не бы заехать куда-нибудь колесом одним. Ну, вот горизонт бы вот так, а потом он наклоняется. Так, Юрий гармонист. Конечно, ходить перепачканных золой неприятно, зато надежно. И лучше в золе походить, чем клеща подцепить. Но этот метод на случай, если ничего другого не окажется под рукой. Ну да, я не знаю. Думаю, немногие согласятся. Вот я, например, я выезжаю вот сюда на прогулку, я не хочу, чтобы золой меня там обмазали. Ерунда это полная. Вы как себе представите лесу на охоте, когда ты потеешь? Наверное, это прикол, типа черный будешь от золы. Это вообще жесть. Когда, короче говоря, когда потный, и представьте себе, рукой ты проводишь, и ты будешь как этот самый, как Командос, как Шварценеггер в Командос. Это точно.
Это точно. Так, вот Серега надо намазаться золой. Ой, я не буду, Ришат. Сам мажься. Не буду я мазаться золой. Не буду я мазаться золой. Я хочу, чтобы вы меня видели нормальным. Красивым, нормальным. А от золы потом помыться, постираться можно. Можно рассыпать золы вокруг дома или место отдыха. Ну, не знаю, Юрий, это тоже спорный вопрос такой с золой. Спорный. Вот прививки делают, чтобы хотя бы помогло, да что да. Правда, у меня тоже нет. У вас эти рыболовные ставят весной? Ставят. Вот я сейчас буквально вот заезжал на мостик свой, на озеро. Сейчас ветер, да, слышно, надеюсь, меня или не слышно. Буквально, сейчас погромче буду разговаривать. Буквально заезжал, вот сейчас до сюда ехать, заезжал на озеро. Мой мостик, где-то, наверное, с одной стороны сеть, с другой стороны сеть. Потом впереди еще перекрыто. Я даже удочку, наверное, друзья, не смогу закинуть, потому что сети там на сети стоит. Вот. Я, скорее всего, если я приеду, я сначала спиннингом мое пространство уберу оттуда сетки. Обижается, пусть не обижается, но я уберу там. Вот именно кусочек это, где сам ширину мостика, чтобы я удочку мог закинуть. А потом уже буду рыбачить. Рыбачат. Хотя не есть это хорошо. Так, Надежда Аникина. Да уж намазаться. Пупльгринд. Это что-то какой-то смайлик, наверное. Так. У меня надпись показывает. Ирина Мирошникова. Зола с одежды может осыпаться, а без спрея от насекомых в лесу не хожу. Это даже не лес у нас, а лесополоса. Но у этих гнусов хватает. 2 раза ловила этих насекомых, больше не хочется. Понятно, да? Но все равно посыпаться золой. Я как-то, наверное, я бы тоже не стал. Ну, блин, черный будешь весь, как этот самый, как Золушка. Где у меня тут еще шатается, блин. Так, батарейка садится. Вот я не подумал. И главное, провод от зарядки взял, а сам повербанк не взял. Надо же. Тысячам человек посмотрел специально. Хард Питер. Так, Юрий пишет. А подцепить клещей тоже ерунда или как? Это старинное народное средство, а не ерунда. Вы хоть знаете, как эта зола на клещей действует? Ну, давайте, друзья, уже не будем ругаться с этой золы. Но все равно, если честно, я не знаю, у кого это старинное, но мой отец, тем более мой дед или прадед, про этого клеща знать не знали. И в Коми такого народного средства, вы хоть, Юрий, обижайтесь, не обижайтесь, нету. Это правда. Потому что, если спросить у отца, что такое клещ, а ему 90 лет скоро будет в июне, он скажет, я не знаю, что такое клещ. И откуда он знает еще какое-то народное средство, тем более. Правильно, правильно, все сети вытащи, пусть не наглеют, не ставят у твоего мостика. Не в том дело, пускай ставят, я ведь не обижаюсь на это. Пускай ставят, пускай рыбачат, это каждое дело. Мне оставьте вот пространство, буквально 3 метра. Мне этого хватит вот за вот горло даже. Оставьте мне пространство 3 метра. Я туда и приманок накидаю, и еще. И может даже и вам тоже польза будет после этого, чтобы поймали вы побольше рыбы. Ставьте. Насчет этого я вообще даже нету у меня никаких заморочек, что нельзя там или еще. Главное, мне тоже оставьте местечко, чтобы я мог закидывать там спиннинг. А то ведь спиннинг невозможно закинуть. Закинешь,
сеть идет, закинешь, сеть идет. Вот. Я чисто из-за этого, мне 3 метра достаточно, 3 метра в ширину, чтобы я, например, под косым наклоном закинул спиннинг, и обратно он же будет не по прямой возвращаться, чтобы, ну, уголок такой был для меня, чтобы эта самая приманка не зацепилась, или там кормушка, или тот же просто поплавок не запутался. В Африке не засунут тебя, если намазать себя золой. Да, в Африке это точно. В Африке там глиной белой мажутся. У меня сегодня Маша тоже нос помазала этим кремом. У меня нос сгорает. После того, как я один раз сгорал, у меня даже там от солнечный ожог, даже загноила еще кожа. И после этого я сгораю на солнце. После этого случая. Вышла какая-то кожица. Ну, это все это в ранах было лицо. Под этими ранками, болячками еще, ну, стал гной собираться. Мучался я целое лето тогда. Потом все это никакие лекарства не помогали. Потом я как, ну, психанул уже, потом взял спирт, там все намочил лицо, все эти болячки убрал, а там, оказывается, внутри уже ямы такие образовались, ну, ямочки и там гной. Все это я вычистил ватной палочкой с спиртом. Потом все это спиртом все прожег, прям терпеть не мог. И после этого только начало все заживать. Но вышла новая кожица, все зажило, она какая-то тонюсенькая. Действительно, она на ощупь какая-то другая стала. И после этого я сгораю. И сейчас вот, выезжая на улицу, Маша постоянно мне мажет, особенно в частности мой большой нос. Он говорит, она мажет и смеется. Я еще вчера мазала, смеялась, прям смеется, мажет нос и смеется. Говорит, у тебя, говорит, нос реально какой-то воздушный, пуш-пуш, говорит, мажет и смеется. Я говорю, мажь, нос мой, нужен еще. Так, Юрий, когда окажетесь в лечу без средств защиты, в жизни все может случиться, то и собственным дерьмом намажетесь. Ну, давайте не будем уже ругаться из-за этого. Что вы, друзья, все это самое. У каждого свое мнение. Вот лично вот Юрию нравится этот способ. Мне не нравится. Думаю, вот если я спрошу, Хард, как тебя зовут, как вас зовут, или мы на ты перешли или нет, я снова обижу тебя. И неудобно спрашивать уже. Ты мне говорил уже, наверное, 2 раза. Почему-то я не запоминаю. Обычно я много раз, очень быстро запоминаю все. Там и есть такой, у меня подписчик Рафаэль, у него Xiaomi X8, что ли. Я вот его даже запомнил. А тебе вот почему-то все на слуху Дмитрий. Но, наверное, не Дмитрий. Почему так меня, я не знаю. Всю жизнь, всю весну в лесу провел. Повторюю, штук 50 выбросил, 4 штуки пились. Я их выдираю и выбрасываю. Ежедневно вечером тело проверяю. Надежда Аникина. Юрий, да что вы так реагируете? Не надо. Вы ведь сказали, как вы поступили. Кому не нравится, решат. Мне это забавно. Забавно. И серьезно, да, намажешься там. Так. Кто в тайге-то? В тайге кто попадет от клещей, говорит. Ну, не знаю. У нас многие люди ходят весной в тайгу и тоже. Это редкость у нас, клещи. Южнее нас, да. Южнее. А вот даже вот у нас вот в нашей стороне, скажем, вот Щелово длинное, да? Скажем, километров 5 у нас село. Будем считать так, да? Вот на одном стороне, вот где Русановская, я не знаю, деревню мы на видео смотрели, нет? Деревня Русановская. Там вот есть низина, там болото, да, и там кусты растут. Кустарники, там обычно веники собирают метелки для, ну, метелка для продажи, да, что да. Вот там одно место есть, там есть клещи эти. Это буквально южнее на 5 километров. Уже там клещи есть. Дальше вверх по течению, да, в тайгу.
там не видели клещей, вообще ни разу не видели, вообще. У нас, например, если по прямой, где-то километров 20, вот здесь по тайге, да, тоже лесные угодья. И ведь тоже нету клещей. Ни разу я вот не попадались мне клещи, ни родственникам, сколько они охотились, нету. Здесь внизу лесные угодья, ну как лесные, луга были, а вот сейчас луга забросили, тоже там рыбу ловят, да брат и дядя Миша там тоже ни разу еще клещей не было. Вот так. Кстати, вот еще одно народное средство от комаров. Это обычный гриб копыта трутовик. Он чаще всего на березах встречается. Но от комаров, вот именно от гнуса, вот эти вот мошкары, помогает отличное средство детский крем с ванилином. Ой, как это они не любят. Вот именно антикомары не помогает от гнуса, а вот детский крем с ванилином, ну, перемешая ванилин с детским кремом и мажешься, отличное средство. Это вот точно я могу дать совет. Это чудодейственное средство. Так, Ришат, в тайге клещи не везде обитают, а вот у нас в Башкирии их можно встретить. Угу. Ну, в Башкирии там вот, и, ну, на Урале уже там их полным-полно, да. У вас, наверное, Южный Урал, а в Свердловской области я вот первый раз увидел этих клещей. Вот так. Беседа такая, да? Дома о еде, здесь о клещах. Самую мы еда превращаем, в самую еду превращаем. Все сбежали уже. Так, что у нас тут? Так. Найдите ближайшее дерево с таким грибом и не открывайте его от дерева. Нарежьте дольками, как хлебный батон. Затем воткните их дольки на веточки вокруг места вашего отдыха и подожгите. Ну, понятно. Ну, костер сам по себе тоже комаров так-то отгоняет тоже. Ну, я не спорю Юрий, с вами, потому что у вас больше опыта, вы старше меня. Просто я не сталкивался с этим. Научная конференция, да. Сергей Дударев. Привет, Сергей, как жизнь? Привет, тезка, привет. Хорошо живем. Возле реки сейчас переключусь. Покажу. О, возле реки сижу. Телефон, вот говорит, звук не передает, оказывается. Птичек, как птички поют. Эти дольки не горят, а тлеют. И вот этот дымок действует на комаров не хуже специальных спиралей. Тех, что продаются в магазине. Понятно, Юрий. Так, Сергей, открыл уже летнюю рыбалку. Нет. Вот я и говорю, вот на озере жду, когда отнерестится плотва. Она только начинает. Ну, если тепло будет, она где-то 2-3 дня отнерестится. Вот после этого надо успеть ее половить. Потом идет, у нее жор будет после нереста. А вот по речке этой Нившире, вот здесь, я указку сейчас возьму. Вот здесь. Видите указку, да? Вот по этой речке будет подниматься елец. Елец будет подниматься. А указка, оказывается, так хороша. А вот там тайга начинается. Если подняться на квадрокоптере, там на сотни верст тайга зеленая. Вот. Вот елец будет подниматься, надо поймать. Я удачно попадал на клев плотвы на мостике. Там ведро, по-моему, поймал. 5-литровые плотвы. Удачно попадал на мостике. С мостика один раз попадал. И один раз, ну, в детстве там мы не старались этого держать. Вот там клюет, наверное, начинается жор, потому что вон там внизу сейчас активно кто-то прыгает. О, второй раз такой мощный. Или хариус так, или что-то, ну, так мощно прыгает, есть, наверное. И вот по этой речке сейчас будет, скорее всего, тоже вот есть. Вот сегодня мне принесли
брат принес яйца, вечером пожарю, обязательно покушаю. И если елец вот не растился, он будет подниматься по речке, и вот надо попасть. Я попадал тоже. Только закидываешь, у меня был двойной крючок на фидере, да, двойной крючок, и такие ельцы где-то под сантиметров 20, ну, 23, 25, вот такие ельцы. Блин, сколько там мы поймали-то, наверное, штук, наверное, где-то около 100, где-то 98 или что ли штук было. Вот, это тоже удачно попал я тогда. Вот этот момент бы не прозевать. Пока еще вот что. Сегодня разведка, проверил мостик, устоял. Я заезжал прямо, сразу проверил, сразу заезжал, вроде как не провалилось. Значит, все, мостик. Это лето еще без ремонта пройдет. Так, вот мурдочка, соловьи у вас поют, у нас соловьев нету. Так, кстати, в отличие от спирали из магазина, дымок от этих долек гриба абсолютно безвреден для человека, а комаров отпугивает очень хорошо. Так, как погода? Погода, замечательная погода, Сергей, вообще замечательно. Так, Ирина Мирошникова, солнышко бывает агрессором, если случится перебор, во всем нужна мера. Это вы про Загарного. На своем горьком опыте пожинаю плоды. Слышала в молодости, что перебор солнцем приводит к появлению кератом. Это что такое? С возрастом так и есть. А это что такое? Появление кератом. Вот у меня vitiligo началось, блин. Я не знаю, от чего это началось. Вот не знаю, на камеру не попадает, наверное. Нет, рука не дотягивается до камеры. Там белые участки такие. Они не загорают, они просто краснеют. Потом через день уже белые, но они обжигаются. Вот. Вот такой стрим, друзья. Чайка летит. Телефон в кадр не возьмет все равно. Где-то там чайка летела. Уже улетела. Уже улетела. Реку смотрятся облака, да. Сегодня такой день, да, красивенький. Да, не зря есть такая песня, в реку смотрятся облака. Да, красивенько все. Сейчас на себе опять сделаю. Не так читать удобнее. Ну и в следующий раз 2 камеры сразу направлю, настрою, потому что что-то у меня не получилось настроить камеру вторую. А почему? Не знаю. Надо одну камеру, потом вторую настроить, и потом получится, что я буду и сразу вы меня видеть, а в основном фон будет природа. Светлана Гура, здравствуйте, мне очень интересно, у нас дрозды шебечут, заслушается, природа лечит, на душе сразу спокойно. Ну да, дрозды шебечут, и у нас тоже шебечут, и здесь шебечут, просто, блин, вот этот телефон, он глушит это. Не слышно, я говорю, вы слышите? Зрители говорят, что не слышат. Потому что все-таки телефон, наверное, глушит, ну, помехи глушит звуковые и шумы. И вот это пение попадает, для него он распознает как шум. Техника, она бездушевная такая. Татьяна Лова, здравствуйте, Сергей. Красотища у вас. Я только подключилась. Какая у вас температура сегодня? У нас плюс 24. У нас где-то градусов 20. 22, но когда нету ветра, жарко, перебор. А когда ветер доходит, северный такой, ветер северо-восточный, прохладный, я одел вот ветровку и не умею одеваться. Не одену, продувает. Одену, перебор, жарко. Вот так и слышим птички. Ой, хорошо, что слышно. И хорошо. Я ради этого как бы и хотел, чтобы на меня-то смотреть, да, чтобы птичек послушать. Ну там вот сегодня видео было на квадрокоптере.
Сейчас резко поверну. Там чайка летит, не знаю, попадется, нет вам кадр. Нет, наверное, не попадется тоже. Скорее всего, не попадется там. Чайка вон парит. А раньше у нас, друзья, этих чаек вообще не было. Вообще не было. Вообще чаек не было. Вот этих больших. У нас раньше маленькие чайки были. Маленькие чайки были. А эти чайки уже прилетели, ну, где-то мне, наверное, уже где-то, наверное, лет 10 было. Вот они начали появляться. И мне вот мои знакомые, родители там и братья и говорят, что раньше этих чаек не было. Не жили они у нас, эти чайки. Ой, кто там у нас? Птичек слышно. А вот кто-то говорит, не слышно. Мурточка, что слышно? Друг 58, Серж, братуха, приветствую тебя. Поехали на рыбалку, и я через час поеду. Ну, я сегодня без рыбалки. Просто выехал разведкой. Разведкой. Сережа, слышу ваших дроздов. Хорошо. Федор, приветствую тебя, приветствую. Очень рад, что... Я вчера тоже заходил, тебе оставил комментарий, говорю, что ловится. Ты мне так и не ответил. Потом, говорит, надоели, это самое, говорит, вы, говорит, надоело, говорит, поплавок, ты сказал, надоело, говорит, на поплавок смотрите, говорит, вы зрители. Вот, я посидел немножко, потом вышел. Слышу, Сережа, слышу ваших дроздов, Ирина, а мне птичек не слышно, очень жаль. Ирочка, я в наушниках сижу. А, может быть в наушниках, да. Наушник очень громко иногда передает. Ух ты, красота-то какая. Маша где? Маша дома? Дома сегодня. Она говорит, я одеваюсь, она быстренько меня проводит. Иди, говорит, езжай, я, говорит, отдохну. У него что-то сегодня голова побаливает. Ну и на огороде, как уже сказал, сегодня день Ивана Богослова. Всех с праздником поздравляю, с православным. Иван Богослов такой святой был. И в честь него это сегодня праздник. А завтра день Николая Чудотворца. Это тоже большой православный праздник. И мы отдыхаем. Огород не пашем, не сеем ничего. Вот так. А ты уже на речке, на речке рыбу или просто свежим воздухом дышишь? Просто дышу. У меня даже удочка не подготовлена. Надо подготовить это в 16, проверить там в натяг, там на выдерживаемость лески, да что да, карась у нас. О, карась, это вещь. Я карася наелся, вот 2 дня ел карася. Брат 2 сковородки притаскивал. 2 сковородки с карася. А сегодня ельцы ждут у меня дома. Тоже ельцы такие крупненькие. Пожарим. В свежем виде очень вещь. Так, братуха, походу не увидел твои смс. Ну да, там ведь, как ты увидишь, вот еще солнце бликует, например, очень тяжело. Мне, например, тяжело там. Иногда, может, кого-то и пропускаю, потом, чтобы не обижались, конечно, на меня. Если я пропущу, лучше повторите комментарии, и все будет хорошо. Да, сижу около речки. Сейчас. О, такая речка. Спуститься сюда очень опасно. Тут, видите, вот начинается оползень. Сейчас вот я, друзья, подъеду и вам покажу, что я не обманываю, что опасно. Видите? Здесь оползень идет. Оползень. Довольно-таки большой оползень. И весной земля же она сырая, да? И может любой момент такой обвал случиться. И я не стараюсь близко подъезжать. Сюда на коляске я не спущусь, конечно. Но у меня вниз по течению еще, вот даль по течению, у меня надо, ну, скажем, 1,5 километра отъехать, и будет прекрасное место для рыбалки. Надо, чтобы немножко вода спала, и все. Поедем. Обязательно поедем и порыбачим еще. Вот. А то здесь опасненько пока. Вот.
так-то вот сейчас, друзья, очень громко птички поют. Вот жалко, что не слышите. Жаркости не ломит. Ну, это в зиму можно так, но все равно, когда душно, жарко, хочется, чтобы тело дышало, а не так. Ирина Мирошникова, Удмурточка, Галина, верно, понятно, я с телефона смотрю. Да, Галина Анатольевна. Удмурточку зовут Галина Анатольевна. Так, Светлана Гура. Вот спасибо, я не знаю церковные праздники, печально, видно, духовно не развиваюсь. Сережа, а ты заранее сообщай о стриме, случайно заглянула на YouTube, а тут, как всегда, много интересного. Ну, у меня вот этот вообще, Светлана, это вообще не запланированный стрим. Мои постоянные зрители знают, что я никогда не стримлю в воскресенье, тем более днем. У меня сегодня с утра видео вышло про эти дома. Кстати, кто смотрел и что скажет? Понравился вот новый дом, который обустраивает. И я вам скажу, что это обустраивает дом, знаете, мать троих детей, одна растит детей. Мать троих детей. Видите, как она дом свой купила старенький дом, и этот дом ожил. Если смотрели это видео, посмотрите. Если не смотрели, посмотрите. А кто посмотрел, вы понимаете, в чем суть. И как она старается. Благо, конечно, там она работает в совхозе одна, да. И вот строится, помогают родители, благо. Мама с отцом, братья, сейчас, ну, братьев нет, ну, братья, может быть, двоюродные, ну, сестры помогают. Действительно, она так старается, мне очень, я за нее очень рад. Потому что такая соседка, ну, попалась или досталась, как правильно, чтобы не обидеть. Очень приятная девушка, мама троих детей, жаль, вот растит одна. И самое главное, что ну, не унывает, а вот именно дом построила, а внутри уже отделку все сделали там. И такая красота у нее. Маша выходила в гости и говорит, так, говорит, мне понравилось. Молодец, говорит, такая молодчина. Лес шумит, слышите ветер? Не знаю, наверное, не слышите, но лес шумит такой. Где вы, люди? Никто ничего не пишет. У меня скоро телефон разрядится, я пауэрбанк-то не взял. Потом придется расстаться с вами. У меня, скорее всего, скоро уже каюк. Очень понравился, Светлана пишет, очень понравился дом новый. Да, в деревне все трудяги. На таких и мир держится. Да, и здоровья вашей соседке. Да, да, действительно, такая трудолюбивая. Она девушка еще. Она намного моложе, она чуть-чуть постарше моей Анастасии, старшей. И действительно, она молодчина такая. Вот молодчина еще, что она могла так этот дом. Я, если честно, я не верил. Я говорю, зачем этот дом покупать, лучше уже построить новый. Но она все это сделала. Молодчина, молодчина. А соседний дом, вот он, его разобрали. Разобрали, может, кто-то и поставил. Вот два моих соседских дома, да. Также так случилось, что все хозяева, и, ну, одни умерли, другие еще что-то приехали. Потом, ну, не стало нужен хозяевам. И вот они умирали, медленно умирали. И вот один купили, и он такой возродился, радостный, улыбается, все в зелени. А обустроят вокруг дома, и это будет красотище. А другой так и остался. Я вот всегда сравниваю, потому что дом все-таки имеет душу. Я верю, что он имеет душу. Потому что есть такое в коме поверье, что никогда дом, например, стройба у нас называется, по коме, если там немножко созвучно с русским словом
стройка там, у нас стройба. Стройба это такой дом. Ну, постройка такая, стройба. И есть поверье, что никогда вот эта постройка, дом, никогда не обидит человека в плане того, что вот он разваливается, когда никогда не придавит, чтобы этот человек умер там или еще что-то случилось. Вот. Бывает такое. Разваливается, и несчастные случаи ну, практически не бывает, потому что они, вот именно дом имеет душу. Я всегда так говорю. И мне жаль, когда вот я вижу, да, и никому он не нужен, а здесь кипела жизнь. Вот который дом разобрали, я помню в детстве, там кипела жизнь, молодежь кипела. А там жила, вот по отчеству не знаю, там жила женщина, тоже Мария ее звали. Вот она, я помню в детстве, вот она выйдет, например, вот сейчас бы она была на огороде, она выходит утром и до вечера на огороде. Потом скотину держали, корова там, летом весь день значит, на косе, муж тоже рано у нее умер. Вот. И, ну, не стало никого потом. Сыновья умерли, дочки есть, но это тоже им не надо это. У них свои дома, и вот разобрали. Может быть, кому-то участок отдадут и построить, кто-то построится возле дороги. Неплохой участок, выровнять его и очень хороший будет. Так, я ведь еще... Так, Светлана Гура, Сережа, я ведь и не... Вот потом не знаю, что вы. И не. И не. Сколько человек у нас тут показываю? Так, 23 человека. Связь пропадает, то желтая становится, то красненькая, может и задержки идут. Ну, Теле2, что потом поделаешь. Хоть такая есть. Хоть такая есть. Связь. Маша вот не знает, не смотрит меня. Думаешь, кенде? Хоть бы привет передала. Да, дома как собаки без хозяева скучают. Все верно. Скучают, и они потом, когда в доме не живут, эти дома быстро гниют. Быстро гниют, и ну, все у них портится. Вот так, друзья. Вот такой у нас сегодня посиделка. Я думал, что очень мало, но все-таки вот там даже в один момент почти 40 человек было. Я думал, что не привыкшие зрители не зайдут на стрим, но все-таки посидели, зашли. Ошибочно отправила, извиняюсь, потом и удалила предыдущее сообщение. Не знала к своему стыду, что есть нация коми. Ну, народ такой малочисленный, но есть такой коми. Коми люди. Есть разница еще в чем. Коми есть пермяки, а есть коми-зыряне. Я вот отношусь к коми-зырянам. Так, Ирина Мирошникова, Удмурточка согласна. Галочка, у домов есть душа, однозначно. Все правильно, да. Светлана Гура, Мария Олеговна отдыхает. Мария Олеговна отдыхает. Она сказала, что отдохну от тебя, иди, говорит, на улицу и там гуляй. Говорит, сними какое-нибудь видео. Я ей сказал, что я сегодня видео снимать не буду. Я говорю, я сегодня отдыхаю. Хотя все взял, камеру, я повербанк забыл. Камеру, все такое я взял. Но снимать не буду, потому что я включил. Я скажу лучше, это самое, буду, как сказать, проведу стрим со зрителями. Сейчас я очки одену. Вот такие очки. Я в очках сегодня гуляю.
Так-то. Просто сейчас солнечные очки читать. Вот такой я сегодня. Прикинь. Очки из Питера дочка привозила. Вчера кепку купил новую. Вот так. И сразу на гулянку к вам. Красивенько. Буду ехать, но когда я еду, очки одеваю, потому что солнышко супер. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд. Удмурточка супер. Да. Машенька трудится не до привета. Не, Машенька сегодня, ну, дома, да, там убирается, может, там рыбу, я говорю, может, рыбу пожаришь к приезду? Он говорит, нет, чтобы, говорит, это, рыба такая штука, вот свежая рыба, чтобы пожарили сразу съесть, чтобы она на горячее, сливочное масло, чтобы еще кипело там внизу, чтобы тюкать там эту промокашку или как там, макаешь-то, как это, как по-русски, когда макаешь эту жишку, промокашка, нет, или как там, вот. Чтобы это было все, это вкусно. Вот поеду домой, она поставит на сковородку рыбу, пожарим и покушаем, и будет раз чудесный ужин сегодня. Елец. Такие маленькая рыбка, елец, не очень крупная, ну, сантиметров 20, да. Она такая мясистая. Она очень вкусненькая такая. Бочок такой у нее мясистый. Так, сороки украдут Серегу. Сороки? Нет, зачем? Кому я нужен? Сорока. Вот такой. Это очки одеваю при езде. Кепочку я хочу вот отдать и наклейку сюда. Серегу на рассвету на кепочку наклеить. Не знаю, получится или нет, конечно. Пчелы жужжат. Или пчелы, или осы нажужжат. Где-то шмель жужжал, но шмель он такой добренький. А осы, они не очень добрые, блин. Не задавить бы их гнездо. Они маленькие такие, пушастики, колобочки такие. Вот. До конца заряда батареи посижу, а потом будем расставаться. Пока еще сидим. У кого дела, отбросьте и потом вернетесь к своим делам. Татьяна Лова, Сергей, а рыбакам у вас разрешение на рыбалку нужно? Ну нет, нет. У нас еще нету участков, где вот, например, купленная там участок водной глади купленная. Здесь было, вот где мой мостик, озеро было в аренде. Сейчас уже 2 года нету аренды, отказались. Но и то разрешали, сетями запрещали ловить, а на удочку без разрешения можно было. У нас пока вот этой беды пока нету. Я понимаю, что когда появляется у озера, там у речки, участка хозяин, это я понимаю, если он благоустроивает это. Так у нас вот в аренду брали это озеро. Что толку-то? Никакого. И там вот вверх по течению есть озеро, тоже в аренду взяли. Ну что, сами там половили, эти сторожа половили, сами половили. Никакой толку, ничего. Ну толку, что вот брали в аренду, никакого. Вот я знаю озеро около Подтыбка, называется Пытты. Ну там как, вроде как развилось. Там развилось хозяйство. Озеро очень большое, лещи такие здоровые выросли, и рыба крупная. Так, там вроде как нормально там. Но местные все равно против. Так, ну так просто так с удочкой не выйдешь. Понятно. Ну, я бы вот лучше, действительно, если вот толковые хозяева, я бы лучше заплатил и сел бы, и порыбачил, и у меня бы рыба была. Если бы этот хозяин
запретил бы вот сюда на этот луг вывозить навоз, который в половодье, даже нету половодья, но это ручьи с этого, с этого участка, с поля текут в это озеро, рыба гибнет. Вот этот бы хозяин добился этого всего, и рыба бы там, зарыбывал бы место, следил бы, чтобы сетями не ловили, и это все такое. Я бы лучше заплатил. Но у нас берут в аренду, но ухаживать не хотят. Просто чисто берут в аренду, чтобы получить деньги. Но это тоже не есть хорошо. Если ты взялся за гуж, надо дело доводить до конца. Вот под Тыбке, по-моему, так получилось у них. Сила такой подтубок есть в нашем районе, вроде как получилось. Ирина Мирошникова, да, чтобы рыбка была с корочкой, смаковать хлебушек, сок. Обожаю рыбку, да. Рыбку я тоже. Я вот поеду, так рыбу-то и покушаю. В скорое времени. Вот такой у нас сегодня стрим, друзья. Еще раз переключу на речку. Вот. Вдаль уходит сюда. Так, сейчас чуть-чуть повыше подниму, чтобы горизонт и облако было видно. Достала шпроты, Светлана. А, кстати, шпроты с черным клеем тоже отличная закуска. Я бы сейчас на природе тоже завернул бы эти шпрот с черным хлебом. Или яйцо. Я люблю вот сладкий чай с яйцом пить. Яйцо, сладкий чай. Жаль, что это самое не взял ничего там пожевать. А то вы пожевали тоже вместе со мной. Я тоже сижу за соленой форелью. Ох, ничего себе! Ничего себе! Так, красота! Спасибо за возможность побыть с вами на природе. Очень рад, что, хоть немножко, вам интересно хоть немножко, чуть-чуть. Машина едет. Не знаю кто. Рыбаки, наверное, сети проверять едут. Сейчас вот эти рыбаки, они там будут жить возле реки. Знаете, что они сейчас будут делать? Они будут ждать, сейчас эти рыбаки ждут нереста этого леща. У нас есть летом леща не увидишь, но вот по весне он поднимается на нерест. И вот тогда ее ловят. Этого леща его ловят. Вот. И я вот как бы тоже, пускай дают сначала отнереститься, а потом уже ловят сетям. Рыбаки такие. Так. Вообще, девчата, а мне остается только слюнки глотать. И я вместе с Галиной Анатольевной только слюни глотаю. Как форель там вообще уже. Форель это вещь. И с картошкой, и в соленом виде, и просто Маша иногда обжарит, на колечко нарежет просто тонкими слоями с двух сторон. И вообще это вкусно. И вообще я кушать захотел тоже. Спасибо вам. В таком красивом месте побывала. Удачи вам всем. Вам спасибо, Светлана, что заходили и вместе вот пообщались. Посидели. Вот. Чтобы не пропустить стрим, пусть ставят у себя в телефоне напоминания, галочки и придет сообщение. Там можно колокольчик и выбрать напоминание колокольчик, да, и колокольчик на все события. Там 3 вида колокольчика. Просто колокольчик, зачеркнутый колокольчик и все события. Вот все события нажимаете и выходят из стрима, и видео, и если что-нибудь там в сообщество публикую, там какой-нибудь надпись, что это выходит. Это вы правильно, Татьяна,
подметили такой момент. Глотаем слюнки и дышим природой у воды благодаря Сергею. Слюнки глотаем, да. Чего, скоро уже там домой поедем уже. У меня скоро уже телефон сядет, 20% осталось. Скоро телефон сядет, и потом уже будем говорить друг другу до свидания. Он быстро заканчивается, когда телефон садится. Вот. А осенью вот здесь, я тоже показывал, в следующий раз устроим пикник на берегу реки. Запросто. Взять Машу и запросто. Вот сейчас поверну, друзья. Вот там, вот где остров, виден остров, вот там делает осенью шалаш охотник. Один мой знакомый делает тоже охотник шалаш и перелетные птицы. Когда охота открывается, здесь вот на конце острова там делает шалаш, и он ловит, ну, охотится на уток, не ловит, а охотится, ну, правильно сказать, что охотится. Вот. Так, в следующий раз пикник на берегу реки. Все верно. Это вообще даже не проблема. Как-нибудь можно устроить там. Взять Машу, взять там мясцо, ну хотя бы крылышек и пожарить на гриль-решетке, на костре. И вообще четко будет. Может даже и рыбку там можно поймать и тоже пожарить на решетке. Татьяна Лоба, в прошлом стриме шамана упоминали, забыла имя, но посмотрела о нем, что нашла в ютубе. Интересно, но неоднозначно. Про шамана это Тюве, что ли? Про Тюве? Про колдуна вы имеете в виду, да ведь? У нас колдун был Тюве такой. Тюве. Он такой колдун был, да. Вот рассказывали, что, не знаю, правда или нет, вот он нырнет здесь и выныривал 20 километров за этого. Татьяна, да. Ну да, был такой. Ну, конечно же, это может быть чуть-чуть преувеличение, но насчет крыс. Насчет крыс это реально, вот крыс нету. Он сказал крысам, говорит, что? Ни шагу вот с этого, говорит. Вот здесь у вас будет граница. И точно вот здесь, там они прыгают, даже вот с баржи там. Раньше же вот здесь судоходная, по этой речке судоходная навигация была весной. И на целый год дорог-то не было в большую страну, дорог не было. Зимники только были. И вот по реке поднимали все. Бензин на целый год, сахар на целый год, муку на целый год, макароны на целый год, консерву на целый год, отрубы кормы, все на целый год привозили пароходами. Ну, этим баржами. И вот там крысы есть, да, и они говорят, вот эти речники говорят, как, говорят, доедем до этой границы, говорит, в реку прямо, а там половодье, море воды, и они, говорят, прыгают. Не переходят границы и все такое. Так. Зинаида Гучева. Всем привет из Белгородской области. Добрый день, Зинаида. Здравствуйте. Ирина Мирошникова. Какой пейзаж живописный. Глаз не оторвать. Краски бомбические. Убрал, не успела скрин сделать. Сейчас переключу. Сергей, это вы сейчас в каком конкретном месте находитесь? Я нахожусь возле реки Нившира, недалеко от села отъехал. Недалеко от села. Вот думаю, сейчас поверну. Думаю, вот так более-менее, чтобы это деревце было видно. Скрин, если сделать. И остров. Так. Вроде как нормально. Можно еще повернуть чуть-чуть, чтобы вот эти три соченьки были видны. Сейчас должна быть, просто я не вижу. Сейчас должна быть картинка нормальная. Но видишь, на том берегу еще вот эти, которые вот там на том берегу, да, вот это ивушки, да,
Они еще под водой, которые были, они не зацвели. Только вода недавно, наверное, сошла, и еще не все зелено. Буквально через неделю здесь будет вообще шикарная зелень. Вообще четко будет. Вот. Так. Эм, Так, бьюти. Вы сказали, Шудок это Ухтинский район, есть еще поселок. Шудок, Карткровский район от Сторожевска. А этого Шудога этого я не знаю. Карткровский район есть Шудок, поселок. Не слышал такого. Шудок Яга я знаю, а Шудок поселок не знаю. Многие поселки я знаю в Карткровском районе. Есть деревни, которые исчезли уже, там Лунь, там Ивановка, Джиян, они все исчезают. Ануфриевка там, еще что-то они исчезают там. Лумва там, еще. Ну, Шудок Яг я знаю, а вот Шудок как не знаю. Решат, у вас там склад продовольственный можно делать. Ну да, так. Даже магазинная крыса брет у вас. Да, привозят этих крыс белых, но они умирают. Белых там всяких. Они специально привозили, они почему-то умирают. Так. Наталья Виженская. Привет из Тольятти. Здравствуйте, Наталья, добрый день. Отлично, спасибо. Ну, сейчас поверну на себя. Потому что читать мне более удобно, когда вот так я разворачиваю и приподнимаю еще. Вот так. Потом мне удобно так читать. И себя. Так. Так, про крыс решат. Даже магазинная крыса мрет у вас. Да, они умирают. Не знаю, что-то... Вот научная версия такая. Вот научная версия. Есть залежи урана. И эти залежи урана, у них есть колебания, да? Частота колебаний вот этих залежей совпадает с частотой колебания коры головного мозга у крысы. Вот. Или мозга у крысы колебания. И возникает резонанс, они умирают. Вот такая фишка есть. Мыши живут. Мышей много, хоть море. Их ничего не берет. Лиана Гливук. Здравствуйте, Сережа и все присутствующие на чате. Сегодня выход на природу чудесно. Да, Диана, добрый день. Да, выехал просто до речки, там, до озера своего. Сначала там на мостик проверил. Разведка такая. Удочку не взял, ничего такого. Ну, выехал. Посмотрел. Хорошо, что успели, потому что я забыл повербанк. Ну, уже стрим довольно-таки долго веду. Я не знаю, наверное, часто уже, наверное, точно болтаю. Вот. Как закончится заряд батареи, 20% там осталось, да, потом выключусь. Так, Юрий Гарминец. Понял, да очень красивые у нас в Коми места есть. Хоть и север, но природа очень красивая. Вот взять, например, Печора-Ильский заповедник или плато Мань-Попуньер. Красота неописуемая. Да, красиво. Я, кстати, не бывал ни там, ни в другом месте. Ни на Мань-Попуньер, это чудеса России, да, ни в Печора-Илыцком заповеднике тоже не бывал. Но Мань-Попуньер, конечно, очень красиво все, но последние годы, говорит, тоже наплыв туристов и очень все портится. Там жесткий контроль тоже, но, как говорится, что запретный плод сладок, и очень много туристов, которые... Там же как? Например, очень быстро образовывается тропа, очень быстро растительность убывается, когда ходят толпой, а потом не растет ничего. Вот. Долго не растет. И там сделаны специальные тропы, но все-таки дикие туристы не так уважительно относятся к этим болванам и всем, все такое, красоте. Это тоже есть плохо.
Так, Светлана Гура. Говорят, аппетит во время еды приходит. Ничего подобного, аппетит приходит сразу, как только начинаешь общаться с Сережей. Ой, не знаю, Светлана. Во-первых, это когда есть аппетит у человека, это признак настроения, признак здоровья. Да, это хорошо, это очень хорошо даже. Вот вы представьте, я сижу на ситуация, вдруг у меня сейчас голову осенило. Я сижу на берегу реки и разговариваю. Как это смотрится со стороны? Сидит Сергей возле реки, смотрит на реку и машет рукой, там, ну, жестикулирует и разговаривает. Прикинь, это бы было, скажем, до вот этих смартфонов, до всяких таких. Смотришь, и человек с ума сошел, да ведь? Ой, блин. Уже 2 часа стрим идет. Ой, Татьяна, так быстро прошел. И телефон мой, кстати, отличный телефон, значит, что выдерживает столько заряда. 2 часа уже выдерживает заряд телефона. Нормально так. Яна. Ну, вернее, Анна, я все это самое путаю. Тут у вас ник здесь написан Диана, но вас зовут Анна. Здравствуйте еще раз. Уже как Анна здороваюсь с вами. А я прозевала начало, не ожидала прямого эфира. В воскресенье с утра пошла в сад, посадила новые саженцы. А что посадили? Что посадили? Да, я просто так наугад вышел. Я и не надеялся, что постоянные зрители меня застанут здесь. Потому что обычно стрим всегда по пятницам. А в воскресенье с утра видео и в среду видео, вот так. Кстати, на среду видео у меня нету еще, пока не знаю даже, смогу или нет заснять. Надо бы так-то заснять. Пахо туда что-то заснять надо, все равно показать, что там у меня в огороде творится. Вот. 2 часа это хорошо. Алексей, жимолость так и не посадил, Серега. Нет, Леха, нет, не посадил. Так и я не знаю, что это вообще такое. У нас почему-то не растет не дает плоды этот крыжовник. Почему, не знаю. Маша такая уже не в настроении с этим крыжовником. Не дает плоды и все. Сам куст растет. Уже 3-й год или 4-й год. 3-й год, наверное. Не растет и все, плодов нет. Или куст такой попался. Дима, большой всем привет из далекой Якутии. Добрый день, Дмитрий, привет, Якутии. Там я смотрю, вот вчера смотрел по телевизору, затопляет вас там вообще. Шикарная. Это шикарное смотрится сверху, но так это беда. Это беда. Я понимаю все прекрасно. Это беда. Так. Юрий, кстати, насчет каменных столбов Мань-Пупынер. Есть легенда, что эти были злые великаны, которых заколдовал и превратил в камни какой-то могучий волшебник. Ну, есть такая легенда, точной легенды. Вот процитировать эту легенду не могу. Но есть такое, да. Светлана Гура, теперь хочу жимолости. Что такое жимолость? Что за ягоды это? Я не знаю, даже вот вы говорите, я не в курсе. Вот. Я сейчас такой лесочек у меня, ну, сбоку, сзади укрыт, там дорога возле поля, и меня не видно. Вот если кто-нибудь там пешочком идет, там слышим разговор с этого леса, кто-то общается и все. У кого-то растет черевишня. Интересно, капризная она. Галина Анатольевна спрашивает, у кого-то растет черевишня? Сам не пробовал, но говорят, очень полезная. Здравствуйте, Алексей. Ты мне это советуешь уже, наверное, год-то уже, или больше года советуешь эту жимолость, а сам, оказывается, даже и не пробовал еще. Интересная ситуация возникает. Светлана Гура, это очень вкусная первая ягодка, сизая по цвету. Да, ну надо посмотреть в интернете, конечно. Чудо вишня может. Не знаю, не знаю. А вишня тоже, вот вишня растет тоже. Но что-то вот рядом с черемухой посадили, и скорее всего вот эта черемуха
она большая и берет силы у нее. Вот это тоже у меня, наверное, ошибка произошла. Корней-то, корневище большая у этой черемухи, она издавняя там, эта черемуха уже, наверное, лет 40. Вот. Я только посадил. Ну, посадил так, покушай, а потом советуй. Лодка идет моторная, не знаю, сюда, интересно, доплывет или нет. Хоть бы телефон еще выдержал эту лодку поснимать. Звук слышен этой лодки. Саму лодку еще не вижу. Как появится, сейчас телефон переключу потом. Кто-то едет на каком-то драндулете, потому что звук мотора, наверное, какой-то этот китайский мотор, что ли, ненормальный звук. Не как у лодочного мотора. На следующий год попробую жимолость. Да, едет в нашу сторону лодка. Сейчас поснимаю, если не остановится. Но едет очень медленно. Наверное, это какой-то самодельный аппарат. Еле-еле едет. Татьяна Лобова. Может, крыжовник в паре должен расти. У свекрови на даче был облепиха. Сейчас переключу. Где-то лодка идет, друзья-то. Чтобы вы увидели эту лодку. Так. На следующий год попробую жимолость. Так. Может, крыжовник в паре должен расти. У свекрови на даче была облепиха. 2 дерева. Одно плодоносило, а другое нет. Вот не знаю потом, Татьяна. Вот у нас нету плодов. Маша потом тоже нервничает. Говорит, стараюсь, говорит, что за куст попался. Так, удмуртская галина черевишня называется шпанка. Она растет. Где эта моторка? Не показывает эту моторку. А, вон моторка идет, друзья. Видите? А нет, не самодельный, китайский какой-то мотор. Наверное, медленно плывет, наверное, это тащит что-то, спиннинг, наверное, тащит. Какой-то слабенький мотор, не очень быстро идет. Сейчас бы квадрокоптер и его сверху бы поснимать, напугать. Вот и лодку увидел. Это все у меня первый раз. Жаль, что гостинцев для речки не взял. Обычно я всегда при первом подходе я всегда беру гостинцы. Но на рыбалку поеду, обязательно гостинцы возьму. Так, что-то у вас здесь много уже. Так, удмуртская галина черевишня называется шпанка. Она растет на юге Кавказ, Северный, Краснодарский край. Очень вкусная ягода. А вы в каком месте проживаете? Так, Алексей, чудо вишня — это черешня и вишня, гибрид типа. Ну, это, наверное, черевишня есть. Юрий, гармонист, пишет. Сергей, кстати, черемуха как раз сейчас цветет. У нас еще нет, не цветет. Ягоды черемуху заглушают та же дизентерию и сальмонеллез. Аромат цветущей черемухи бывает почти все болезнетворные бактерии вокруг. Понятно. Так, удмуртская в Калужской области, наверное, не стоит браться. Татьяна, трахтит, как лягушонка в коробчонке. Точно. Точно так, да. Как лягушонок в коробчонке, да. Так. Анна. Гливук. Так. Да не важно, как назовете, как моя мама когда-то говорила, назовите хоть горшком, только в печь не сажайте. А посадила два нектарина, лысый персик и 2 груши. Не знаю, приживутся или нет. Кстати, нектарин мне помог во время коронавируса. Очень мощно помог. У меня после этого нектарина сатурация поднялась. У меня она была, сатурация уже вообще кошмарная, где-то 80, что ли, 84, что ли, была. И как я заметил просто, ну, случайно так получилось. Я нектарин покушал, через минут 10, ну, время пришло сатурацию померять. Ну, там при смерти лежишь, да. И сатурация поднялась до 93. Потом раз. Ничего себе, думаю.
от кислорода не поднимается, потом раз, и точно, и у Маши потом до 100 поднялась. У меня 98, 99, это и нектарин так помог. Это вот был реальный факт. Не знаю, это как-то внушение было, но такое было. Вот что у меня было, то и скажу. Потом дома еще этот нектарин много кушали после коронавируса. Так, Светлана, пусть Маша поговорит с крыжовником и переговорит, что удалит его. Он как испугается, порадуется вас. Светлана, а между прочим, это действующий вариант, потому что я про свою случай на охоте рассказываю. Я же охотник бывший тоже, да, и есть свои путики. Путики это такие тропинки в лесу, там километров по 5, по 6, по 7, по 10 даже, где ставим самоловы, и туда ловится рябчик, тетерев, глухарь и все такое. Ну, боровая дичь, одним словом. И одна такая ловушка самолов. Ну вот не ловится за всю жизнь, сколько я охотник, он не ловит ничего. Я говорю, в следующий раз я приду, вот в шутку сказал, и говорит, я говорю, ты, говорит, я самолову говорю, рябчика не поймаешь, рябчик не будет здесь висеть. Все, говорю, я, говорю, тебя убираю. И в следующий раз, надо же так случиться, в следующий раз пришел, обход делаю, и висит рябчик, поймал, ловушка. Это, кстати, вот реальный тоже факт из моей жизни. Это может быть такое, может какая-то вот энергия такое передается. Так, Ирина Мирошникова, Галина, попробовать надо, может и подойдет, надо читать и не интересовалась. Ну и вот и в Сибири, вот даже в холодных краях, если вот именно заниматься этим долго, изучать все, душу вложить там, опыт именно действительно заиметь, опыт это сын ошибок трудных, ошибки понаделать. Вот после этого уже начинает все получаться. А без этого как бы вот наобум, если можно, только повести. Вот так. Если я правильно рассказал вам. Что у нас тут, друзья? Так. 33. 33. Так. Ой. Ирина, я увидела ваш комментарий в Одноклассниках, но там сверху вышло в телефоне. Только-только вот вышло в телефоне, что вы на стриме. Ну, сейчас я днем редко захожу так-то в Одноклассники, что в ВКонтакте. Вот вечером потом соберусь и читаю. Так, Татьяна Лобова. Я в Братске жила 6 лет. Муж охотился. Принес под ранка утку в квартиру. Убирала я после ее беготни потом долго. Ой, конечно. В доме утки, они гадят все равно. Ну, куда-то же надо, это естественный процесс. Тяжело живут они потом в неволе. Дикие вообще. Мы тоже уток в детстве, как уток мы ловим, этих маленьких уток. Сенокос, например, и они в траве там найдешь там или утку, или зайчонка, принесешь там, коробочку поставишь, но им воля нужна, они скучают, они умирают потом. Им воля надо. Редко, когда дикие животные там выживают, например, дома. Это редкость. Или специальный уход там подобрать, чтобы все было по ихней душе. Это редкость. Так. Да, он порадовать хотел. В гараж утка поехала. А, понятно, да.
Ой. Все поют. Так, Татьяна Смирнова. Жимолость горчит, но очень полезная ягода. Ну вот, мне Леха с Воронежа на следующий год соберет и отправит горсточку, я и попробую, что за ягода. Гуси гогочат, вам не слышно, но это не дикие гуси, там один человек держит гусей. О, гогочат. 3 часа уже, вот быстро прошло время, да, уже у нас по Москве сейчас 3 часа, 4 час пошел уже. Вот такой сегодня стрим у меня, друзья. Я прошлый стрим убрал, а этот стрим оставлю. Пускай еще будет здесь. Вот. Сейчас еще. Тут осталось что немножко заряда, да, еще. Сейчас поедем туда еще. В другое место. На солнце выйдем. Вместе с вами, чтобы поехать уже. Так. Ой, куда я залез-то? Так. Ямы, приямки везде. Подъямки. Чтобы не перевернулся нигде. Самое главное. Самое главное, чтобы не перевернуться нигде. Ой, поедем дальше. Так. Маневрируем. Куда это мы? Куда это мы? Куда это ты? Куда это мы? Едем. Мы едем в сторону дома уже. Здесь тоже хорошо. Солнышко. Здесь обычно любим мы с Умкой гулять очень. Вот здесь она окружает эти места. 3000 раз к речке сбегает, 3000 раз по воде шлепан сделает, побегает. Ей это нравится. Вот. Переместились чуть. Еще чуть немножко переместились. Вот так. Ой. Ой, здесь потом я не вижу, что и как там. Так. Что там, друзья, пишут? Диана, жимолость у вас должна хорошо плодоносить, поэтому что это морозоустойчивый кустарник. Только надо учитывать, при покупке она часто бывает бесплодная, поэтому надо сажать 2-3 сорта. Понятно. Это еще такие секреты еще. Татьяна Лова, в прошлый раз мы выучили бурвой. Доброй ночи. А как будет до свидания? Ой. Не вы говорите ведь. До свидания. Аджушлютедж. Так, давай. Аджушлютедж. Аджушлютедж.
Вот это запомните, Татьяна смеется. Адюшлютеч. Ну, действительно, да, тяжелое название, не знаю, запомните или нет. Адюшлютеч. Запомните? Татьяна, запомните, нет? Ой. Блин. Как так можно солнышко слепит и ничего не вижу? Солнышко слепит и ничего не вижу. Уже здесь солнышко меньше будет. Так. Так. Татьяна смеется, Светлана. Ачушлилеть. Аджушлютеть. Может, у меня произношение еще не то, да? Аджушлютеть. Первая буква А, потом Д, З, это одна буква Дж, потом С, мягкая Щ, Аджу, У, буква У, потом С, мягкая Аджущ, потом Л, потом У, потом Т, буква Т, Тимофей, потом буква оборотная и опять же буква Д и З, вместе буква звук Дж. Дж. Аджушлютедж. Потяжелее, чем бурвой, да ведь? Аджушлютедж. До свидания, аджушлютедж. Аджушлютедж. Так, вместо буквы буква У, вместо буквы Щ, мягкая буква С с мягким знаком, Л, У правильно, Т правильно и Дж, да, аджушлютедж. Я записываю это. Так, повторюсь. А правильно, Дж правильно, вместо буквы У буква, Дж, вместо буквы Щ, С с мягким знаком, звук мягкий С, Щ получается, дальше Л правильно, У правильно, Т правильно, Дж правильно. Тогда попроще, бурвой. А бурлун, добрый день, доброго дня дальше, доброго вечера, можно сказать. Но у нас до вечера еще далеко. Добрый вечер, буррут. Вот. Татьяна, я записываю тут. Будьте добры, помедленнее. Я записываю, как этот говорил. Приключения Шурика. Да. Аджушлютедж. После буквы Т, Вот как первом вы написали, не У, а Т. Аджушлютедж. Да. Тедж. Все правильно. Аджушлю. После буквы Т, оборотное. И все будет верно. Опечатка, да. Аджушлютедж. Все верно, да. Вот такое слово есть. Аджушлютедж. Аджушем. Это встреча. Аджушем. Это переводится как встреча по коме. А аджушлютедж это до встречи, если дословно. То есть до свидания. Записали, это несложно, Сергей. Аджушлютедж. А вы не слышали кабардинский язык? Там точно сломаешь язык. Сложнее английского, сложные твердые буквы с твердыми знаками. Ну, я слышал, что очень тяжелый язык, да. Но не слышал этого языка. Но говорят, что да, очень сложно. Но и у нас комы. 16 падежей в коме. 16 падежей в коме языке. Аджушлютедж. Во, все правильно. Вот Татьяна Лобова пишет. Аджушлютедж. Тут все верно. Простое дело, близко к берегу не подъезжай, может обвалиться. Все верно, да, и не стараюсь подъезжать. Я уже сейчас скоро буду заканчивать стрим. Да, не стараюсь, потому что эти, как его, оползни, да. Обвалы, оползни. Вот там трещина идет,
пока видно заранее. Ну, сейчас земля еще сырая и опасненькая. Я в этом деле уже как бы не новичок, конечно. Так, Светлана Гура. Ну и скоро ночь не за горами. Ну да, действительно. Но ночи у нас пока до 11 часов ночи не будет. Вот здесь, как вот здесь, такой обвал происходит. Сейчас вот поднимем. Сейчас. Вот видите, там идет с реки. Не вижу я, что вы видите. Даже что вы видите, солнце слепит и не вижу. Обвал идет. И стараюсь, конечно, эти участки не обходить. Не близко не подъезжать. Ну, скоро уже, друзья, там то. Раз уж начали, так добьем эти аккумулятор, что пускай сядет, а потом уже домой поеду. Без разговоров с вами. Так, так-то хорошо. На берегу речки. Я говорю, здесь вот можно было бы там вниз по течению еще километра полтора проехать там до рыбалки, до моей рыбалки, но не хочется сегодня, просто уже ничего не взял, там никакой удочки, не такое, так. Разведка сегодня такая у меня. Применяется уже 2 недели, вычи где ищут. Тоже близко игрались и обвались берег. Ой, как плохо. Ой, как плохо. Соболезную. Это, конечно, страшное дело, когда родные так вот по незнанию еще такое. Да. Сколько вам по времени возвращаться? Да, близко тут, ну, может полчаса, может быть. Песочек еще там трясется, это все снимает плохо. Маша, привет от нас, от всех девочек. Обязательно привет передам. Обязательно. Маша меня сегодня говорит, приедешь и рыбку пожарю горячей рыбкой, чтобы сразу, говорит, съесть. Я говорю, я сказал ей, говорю, пожарь, пока я буду прогуливаться. А она сказала, что, говорит, нет, приедешь и на горячую, чтобы сразу покушать. Вот. Да. Вот сейчас вам покажу. Я не знаю, вот прямо вот по центру экрана, друзья. Видите там вдалеке, ну, эти... чуть-чуть левее. Вот. Вот такой участок зубьями, так, ну, лес так растет. И чуть-чуть еще левее, там помельче, да. Вот оттуда еще внутрь леса где-то полкилометра, и вот там участок, это уже где Маша грибы прошлый год собирала, белый бор там. Вот. Честно, улыбки ее не хватало, и ее молчание. Ну, Маша, да, у Маши красивая улыбка, конечно. И молчать она тоже умеет. Она не Вот все говорят, что... Сейчас я переключу на себя и еще пообщаюсь до выключения. Все говорят, что Маше там Серега слова не дает слова сказать. Ну, это неправда. Я всегда говорю, Маша, разговаривай. Она говорит, лучше ты комментируй. А вот потом меня ругает, что говорит, ну, мужик там комментируешь, там, как баба, еще что-то. Ну, во-первых, это мой канал, и я решаю, что мне делать на этом канале, да ведь. Не нравится, я уже не держу никого. Во-вторых, Маша, если она одна снимает, она с удовольствием будет комментировать. Когда я со мной, она лучше будет молчать, скажет, комментируй ты. Мы же договариваемся с ней. Я всегда спрашиваю, Маша, ты будешь комментировать или все-таки я или ты? Она всегда говорит, лучше ты комментируй, потому что у тебя, говорит, ну, язык более подвешен, такой болтун, и говори лучше это самое. Потом все-таки менталитет коми, и она дольше там обдумывает некоторые слова.
А так Маша очень разговорчивая, очень веселая, очень такая в застольях, на застольях никогда там всегда веселая, всегда общительная, очень такая общительный человек вообще, короче говоря. И многие там говорили тоже на видео есть там комментарии, что типа тиран какой-то я, что ли. Ну вот это зачем так говорить, не зная людей. Татьяна, Сергей, а вот несколько лет наводнение мост унесло тогда. Мост восстановили? Нет. В 2019 году это было, Татьяна, что уплыл этот мост вместе с техникой. И этот мост после этого, знаете, есть такие люди, которые не очень понимают, что мостостроение это очень, такая бюрократическая стройка. То есть, прежде чем мост построить, вот именно с разрешения, чтобы было разрешение какое-то, это надо очень много проектов делать, это все деньги. А это коммерсанты сами делали для себя плюс и для деревни плюс. Без всяких разрешений, по большому счету, этот мост не был нигде на учете. Если что-нибудь случается, там авария или что, конечно, за этот мост, за самострой несли ответственность коммерсанты. Тут же произошло так. Техника утонула, много вылилось солярки там, мазута. И всегда найдется человек, говно в деревне, да, который написал, что вот пожаловался на экологическую ситуацию. То, что, например, это все вылилось, да. И после этого коммерсанта сильно прижали. Да нафиг надо это ему тоже потом строить после этого. Он не построил, говорит, стройте сами. А у администрации, как таковых, на этот мост денег нету. Тем более, все с разрешения, если построить там, это вообще. Всегда найдется человек, который все спутает. Вот. И после этого вот наотрез отказался. Прекрасно, и люди все прекрасно понимают. Потому что зачем себе хомут надевать? Например, утонет с этого моста кто-нибудь там по пьяни. Будет виноват этот, кто построил мост. Это такое. И мост не строили. А администрация, откуда там деньги этот мост, чтобы построить? Каждый год потом построить. И еще так осталось. Без моста. Хотя на той стороне кладбище. Зимник делают, там поливают, ледяную переправу делают. А на этом и потом все заканчивается. Зимний мост и все. Раньше вот в советские времена там вот как такого машинного моста и не было. Всегда переправлялись вброд. Был пешеходный мост. Пешеходный мост делали, такой верховой пешеходный мост на сваях. На мотоциклах можно было проехать и пешком. Это при моей юности. В советские времена. А после уже, как появились коммерческие бригады, лесопункт развалился, и вот этот мост был. Довольно-таки очень мощно помогал селу и жителям. Вот, не повезло. Ладно бы он утонул, эти коммерсанты бы сделали заново, но после этой жалобы не хотят это. И правильно делают, между прочим. И правильно делают. Вот. Это мое мнение, конечно, личное, но... Скажи, никак у этого человека заряд батарейки не заканчивается, не весело. Ну да, не весело, но в принципе не очень. Вот только у кого, вот где я живу, в деревне Боровск, у нас кладбище на этом берегу. А основное село Нивширай, кладбище на другом берегу. Вот это, если еще и распутиться, хоронить там, навещать, это да, проблема. Ну и грибы, ягоды, соответственно. За грибами, ягодами можно сходить. Некоторые машины туда перевезли. А Маша, вот, например, на лодке там перевозчик работает. Все-таки там живут 3 семьи, по-моему, на том берегу еще живут. Там дома у них, все такое. И перевозчик обязательно, лодочный переправщик там есть от администрации. И вот
Они обычно переходят, и потом Маша идет пешком и собирает там ягоды. Клюкву или там грибы или еще что-то такое. Вот так, друзья. Так. Заряда у меня осталось 8%. Давайте скажем друг другу до свидания. До свидания, я подожду, потому что стрим немножко затормаживает. Давайте скажем друг другу до свидания и будем... Кто не смотрел видео сегодняшнее, посмотрите. Наша героическая женщина. Ну, я с вами согласен, да. На ее плечи очень много выпало и выпадает тяжесть. Хотя мне как бы и неудобно, куда я денусь? Куда не деться? Так надо. С моей стороны, что вот советами могу помочь и нанимать своих знакомых, чтобы помогли по работе в огороде, там с дровами, еще что-то. И что еще? Вот завел канал. Это тоже в помощь семье. Завел канал и хоть какая-то копеечка идет, например, с видео. Сейчас, правда, очень мало идет с Ютуба, потому что рекламы за просмотр в России нету рекламы и нету монетизации за просмотр именно в России. Те, кто за границей смотрят, хоть какая-то копеечка идет с видео, именно с видео. Со стримов ничего не идет. Со стримов я вот пробовала найти там. С какого-то стрима посмотрел, 16 центов что ли пришло. Стрим там 3,5. И от вас, дорогие зрители, там донаты приходят от вас. Вот в частности от Татьяны тоже в последние моменты очень много уже донатов приходило. Большое спасибо, Татьяна, вам. И вот это тоже идет помощь. Все в семью, как говорится. Все в семью. Я никуда на пустые ничего не трачу. Все в семью. Вот так. И вот этим и помогаю, чем могу, как говорится. А что потом поделаешь? Скотину убрали, это тоже Маше тяжело было очень. По мере того, как я слабел, скотина тоже мельчала, дошли до кроликов, потом и кролей порезали. Как уже кроликов не стал, я и тоже не стал помогать. Это что касается насчет нашей героической женщины. Сергей, какие экзотические фрукты продаются в вашем деревенском магазине? Что доступно? Экзотические в плане того, что в магазинах у нас сейчас свободные продажи. Это раньше дефицит было. Свободные продажи. Бананы, гранаты, бананы, гранат там. Что, яблоко, апельсины, киви, помидоры, огурцы, круглый год причем. Что еще там? Нектарины, персики, вишня уже есть, черешня. Не знаю, вишня или черешня, но есть уже в продаже сейчас доступная. Все буквально есть. Я не знаю, что в экзотические фрукты какие. Авокадо можно достать запросто. На каждый стол, новогодний стол, не вопрос, всегда ананасы. Это раньше диковинка была. Все будет хорошо, главное не сдаваться. Адишлитеч, копирую, быстро написать, сама не смогу. Очень жаль, что так произошло с мостом. У нас инициатива наказуема. Так и есть. Так, сейчас лодка плывет. Лодку уже подождем, друзья. Эта лодка идет, возвращается. Может там кто-то из знакомых, может остановится. Сейчас поверну. Поднимается кто-то такой, ведь там лодка этого цвета, бирюзового цвета такая поднимается. Ну далеко, правда. Подождем. Может дядя Миша или кто там еще. До свидания, спасибо за общение, Маша, привет. Спасибо, что Диана заходили.
Я же в пятницу тоже стримил, вот вас не было или не успели написать тоже. В пятницу стримил и 8 часов начинал стримить в пятницу. Лодка поднимается, там все одетые уже в этих. Не знаю, там видно или нет. Лодку. Все, выключился. Все, друзья, у меня выключился телефон, энергорежим. У вас, наверное, не показывает. Да, видна, наверное, лодка, но я не вижу. Все, у меня экран потемнел, вообще черный стал. Вон, едут, плывут, муж с женой плывут. Все, друзья, у меня экран почернел. Это, наверное, режим экономии батареи включился. Стрим идет или нет, даже не знаю. Так. Очень жаль, что просто так. Где он? До свидания. Привет, удмуртчика. Всем спасибо за приятное общение. Добра, здоровья, пока. Так, интересно, что вы видите? Меня, наверное, не видите, потому что режим включился. Вот это, да. Или включился, или не включился. Интересно так. Что-то случилось, друзья. Короче, все. Речку. А сейчас тоже речку. Сейчас, короче, ничего не видать. Короче, вот это. Короче, я стрим, друзья, заканчиваю. Здравствуй. Кто-то пишет здравствуй, а я говорю до свидания. У меня батарейка села, друзья. Все. Выключаю, стрим заканчиваю. Всем пока. Кто смотрит, куда смотрит видео, даже не вижу, куда смотрит камера. Вообще ужасно случилось что-то. Все. Он вырвался, что ли? А? Что тут произошло? Где тут произошло? Не вижу этот сам стрим. Все, наверное, закончился, наверное, стрим. Уже все. Так, закрыть приложение тоже не видел, ничего не вижу. Все. Экран резко потемнел. Резко потом потемнел. Так. Блин. Так, стрим, наверное, не идет уже. Стрим, наверное, не идет. Или идет? Идет еще стрим. А как? Почему это самое не показывает у меня? Стрим идет, но не показывает. Везде лодки ездят всякие. Я не могу выключить этот стрим, друзья. Кошмар.